Здравствуйте, Сусян. Уважаемые слушатели, просьба присаживаться, потому что уже 10 утра. Всем хватило мест? Здравствуйте, уважаемые слушатели. В преддверии праздника Дня российского бухгалтера мы решили устроить такое мероприятие в Национальной библиотеке. Меня зовут Виноградова Анна Павловна, с кем-то мы уже общались по телефону. Я являюсь заведующей сектором предпринимательства Национальной библиотеки. И я бы хотела, наверное, чуть-чуть рассказать, почему именно мы взялись за это мероприятие. Стусян, давай мою презентацию. Немного поясню и чуть-чуть обращусь к истории. В 2002 году указом главы были созданы такие центры предпринимательства на базе центральных библиотек городов и районов. Целью таких центров стало обеспечение консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих открыть свое дело. На данный момент функционирует 17 таких центров. Основная наша деятельность, она, конечно, безвозмездна, потому что мы бюджетное учреждение, мы заняты проведением подобных мероприятий, оказываем консультации, но также мы оказываем еще платные услуги населению и микропредприятиям. За 20-летний опыт работы нами были сформированы партнерские отношения с ключевыми ведомствами и организациями, которые сопровождают бизнес-сообщество. К слову, я вам хочу сказать, что здесь на мероприятии находятся у нас партнеры компании 1С. Вы их узнаете по желтым бейджам, они вот там где-то сейчас сзади бегают. Они вас проконсультируют по новшествам их программных продуктов. Но в первую очередь мы, конечно же, библиотека. И мы предлагаем стать вам, нашими читателями. Вы можете сегодня после мероприятия записаться в библиотеку, либо вы можете записаться на сайте Национальной библиотеки. И мы предоставляем возможность вам читать профессиональную литературу, а также вы можете получить логин и пароль в Литрес и читать электронные книги бесплатно. То есть если кто-то уже читает Литрес, вы, наверное, читаете платно. Но если вы запишетесь через нас в Литрес, это будет абсолютно бесплатно. Также хотела еще уделить внимание то, что мы предоставляем доступ всем желающим к консультанту плюс. У нас еженедельно обновляемая самая полная база. С 1 января 2023 года мы подключаемся к электронным журналам, которые представлены на слайде. Как вы видите, журналы профессиональные, современные и на самом деле очень дорогие. Если вы хотите, возможно, кто-то из вас заинтересовался данными журналами, если вы хотите читать их бесплатно с 1 января 2023 года, вы можете найти меня, я вас включу в рассылку на следующий год. То есть вы будете читать эти журналы абсолютно бесплатно также. Ну и по поводу информационной поддержки у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы публикуем анонсы на подобные мероприятия. Ну и напоследок наши контакты. По QR-коду вы перейдете в нашу группу ВКонтакте. Мы открыты для вас, и мы готовы помогать развиваться вашим предприятиям. Еще небольшое отступление. Нас предупредили, что, возможно, сработает учебная тревога, и попросили на нее не реагировать. Поэтому давайте не будем создавать давки. Просто спикер, наверное, немножечко остановится в своем выступлении, если такое случится, и дальше продолжится выступление. А сейчас перейдем непосредственно к мероприятию. Слово предоставляется Игорю Анатольевичу Салуяну, специалисту Фонда социального страхования по Республике Коми, с темой назначения осуществления страховых выплат по обязательному социальному страхованию. Также у нас будут бегать девочки с микрофонами. Если у вас возник какой-то вопрос, поднимите, пожалуйста, руку, и с одной, со второй стороны девочки подойдут к вам. Спасибо. Игорь Анатольевич.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, разрешите вас поздравить с приближающимся праздником, Днем бухгалтера. Это очень тяжелая, но очень насущная, очень нужная профессия, без которой, в принципе, никак и никуда. Поэтому поздравляю, надеюсь, что у вас в вашей профессиональной деятельности все будет хорошо. Законодательство, которое вы используете, будет для вас максимально адаптированным, максимально понятным. И мероприятия, которые проводятся, в том числе вот под эгидой Национальной библиотеки, будут проводиться для вас как можно чаще. Тем самым вы будете все более и более профессиональны, скажем так. Но давайте вернемся к нашему вопросу. Фонд социального страхования, региональное отделение по Республике Коми. Я являюсь начальником отдела назначения и осуществления страховых выплат. Наверное, со многими из вами заочно, скажем так, мы знакомы. В ходе телефонной горячей линии со многими общались. Сейчас мы обсудим некоторые вопросы, которые у нас сложились в 2022 году в части проактивного процесса выплаты назначения пособия. С 1 января 2022 года у нас вступило в силу постановление номер 2010, которое устанавливает правила передачи страхователям сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий. До 1 января 2022 года у нас действовало постановление 2375, которое распространяет свое действие только на 2021 год. До него у нас было 294 постановление, которое по своей продолжительности распространяло свое действие на период с 2000, дай бог вспомнить, 2011 года, по-моему, по 2020 год включительно. В рамках 294 постановления мы, Республика Коми, приступила к реализации на территории региона проекта «Прямые выплаты», в рамках которого Фонд социального страхования назначал и выплачивал пособие непосредственно самому застрахованному лицу, используя те сведения, которые предоставляет работодатель в виде реестров, направляемых в Фонд социального страхования, либо документов, которые предоставлялись на бумажном носителе. С 1 января 2022 года при вступлении в силу правил, которые утверждены вот у нас постановлением 2010, первое изменение, которое вступило в силу, это что касается предоставления сведений. С 1 января эти сведения предоставляются только в электронном виде. На бумажном носителе сведения уже не предоставляются в Фонд социального страхования. Для назначения и выплаты пособий Фонд социального страхования использует те данные, которые предоставляет сам непосредственно работодатель, а также те сведения, которые содержатся в государственных органах, таких как Пенсионный фонд, Федеральная налоговая служба, органы ЗАГС и иные сведения, которые путем направления запроса, о которых я чуть попозже скажу, получает Фонд социального страхования в электронной форме. Новым изменением, которое у нас с 1 января 2022 года применяется, это направление сведений в адрес Фонда социального страхования в электронной форме о застрахованном лице. Эти сведения направляются в программном продукте, который вы используете, будь то 1С бухгалтерия, Консультант Плюс, Контур Экстерн, СБИС, иные программные обеспечения. И данные сведения содержат информацию о самом работнике, который работает в вашей организации, и содержат сведения о его паспортных данных, адресе места регистрации, сведения о способе, выбранном застрахованным лицом для получения пособия. То есть, например, работник вашей организации принял решение о получении пособия либо почтой, почтовым переводом, либо путем зачисления на номер счета, открытый в кредитном учреждении, либо на номер карты МИР, которая также имитирована была кредитным учреждением. Что здесь следует отметить? В соответствии с правилами 2010, будем так их называть,
предусмотрена обязанность работодателя в течение 3 рабочих дней с момента приема гражданина, то есть с момента трудоустройства, подписания трудового договора, направить в адрес Фонда социального страхования указанные сведения. Также работодатель обязан направлять указанные сведения в Фонд социального страхования при изменении каких-либо показателей. То есть, например, изменилась фамилия у работника, сменились реквизиты номера счета, на который гражданин хочет получать пособие, изменился номер карты, которую он использовал для получения выплат. Изменился адрес места жительства, особенно если этот адрес используется для получения пособия путем почтового перевода. Во всех этих случаях работодатель должен направить сведения в адрес Фонда социального страхования в части изменения ранее направленных сведений. Настоятельно рекомендую со своими работниками провести определенную работу в части доведения до них этой информации, которая в дальнейшем исключит ситуации, когда, особенно если это касается получателей не единовременных, а ежемесячных выплат, связанное с тем, что например, допустим, мамочка, которая сидит у нас в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и приняла решение о получении выплаты на номер карты, в связи с истечением срока действия этой карты, либо там по иной причине, утеря или еще что-то, обратилась в кредитное учреждение, изменила номер карты, то есть получила новую карту. А ранее работодателям были направлены сведения с тем номером карты, который в данной ситуации получается уже недействителен. Фонд социального страхования, не располагая информацией об этих изменениях, перечисление будет осуществлять на ранее представленные сведения. Соответственно, это повлечет к задержке выплаты пособия. Поэтому проведите, пожалуйста, работу с своими работниками, чтобы они при всех изменениях, соответственно, предоставляли вам указанную информацию. Я понимаю, работники, те, которые осуществляют трудовую деятельность и которые заинтересованы в своевременном получении заработной платы, они так или иначе все равно вам эту информацию предоставят. А вот мамочки, которые сидят в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, иногда бывает так, что эту информацию до работодателя не доводят и случаются, скажем так, казусы у нас при перечислении пособия. Кредитное учреждение возвращает средства в связи с невозможностью зачисления этих средств на номер карты. И у нас возникает необходимость направления в адрес работодателя извещения о необходимости предоставления актуальной информации, что само по себе, в принципе, приводит к определенным временным промежуткам в части задержки этой выплаты. Поэтому вот в этом направлении необходимо максимально взаимодействовать с работником и оперативно направлять информацию в адрес Фонда социального страхования. Как и ранее, значит, Фонд социального страхования осуществляет выплаты 4 видов застрахованным гражданам. Это пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Немножко, значит, сейчас остановимся более подробно на каждом виде пособия, что у нас является основанием для назначения этой выплаты и какие этапы проходят для понимания с вашей стороны этого процесса, где у нас могут возникнуть те или иные заминки и что нам нужно сделать, на что нужно обратить внимание для того, чтобы вот этот вот процесс максимально гладко работал и максимально оперативно граждане получали свои выплаты. В соответствии с правилами 2010 у нас предусмотрена обязанность при возникновении страхового случая в адрес работодателя направлять запросы сведений, необходимые для назначения выплаты пособия. Вот для пособий по временной нетрудоспособности и для пособий по беременности и родам основанием для вот этого процесса является листок нетрудоспособности. То есть медицинская организация при открытии листка нетрудоспособности направляет информацию в Фонд социального страхования о факте открытия листка.
На основании этой информации формируется проактивный процесс, в рамках которого уже дальнейшие все действия производятся в автоматизированном режиме. То есть Фонд социального страхования направляет запросы в пенсионный фонд с целью идентификации, где работает застрахованное лицо. При получении ответа от пенсионного фонда, который по регламенту, срок на исполнение которого по регламенту предусмотрено в течение 1 календарного дня, проводит сверки и получение той или иной информации, например, в налоговых органах о заработке. В пенсионном фонде, кроме идентификации работодателя, также проходит идентификация сведений о стаже застрахованного лица. И на основании тех сведений, которые получены из этих органов, и той информации, которую располагает Фонд социального страхования, формируется запрос недостающих сведений для подтверждения со стороны работодателя указанных в этом запросе сведений, а также для корректировки при необходимости этой информации. То есть данный запрос, когда направляется в адрес работодателя, он содержит информацию, уже вот мною озвученную, да, которая получена из пенсионного фонда, из налогового органа, а также информацию, которая содержится непосредственно в электронном листке нетрудоспособности в части периода временной нетрудоспособности, в части направления, например, на медико-социальную экспертизу для проведения установления инвалидности, проведения экспертизы и результат как установление инвалидности, а также информация о том, когда работнику необходимо приступить к работе. При получении данного запроса работодатель должен проверить достоверность сведений, содержащихся в этом запросе, потому что учет трудового стажа, учет страхового стажа, он возложен непосредственно, в принципе, на работодателя. Работодатель, располагая первичной документацией, то есть трудовой книжкой, теми сведениями, которые ведутся в кадровом учете непосредственно, он должен проверить правильность проставления в этом запросе трудового стажа, должен проверить правильность проставления сведений о заработной плате за те расчетные года, которые используются застрахованным лицом для назначения и выплаты пособия, в случае необходимости внести исправления и корректировки. Если застрахованное лицо в силу действия 255 федерального закона приняло решение о замене лет, в тех случаях, когда в тех годах, которые берутся для расчета, данное застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам, либо в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, соответственно, в ответе на запрос вносится вот эта корректирующая информация. В тех случаях, когда листок нетрудоспособности в случае необходимости осуществления ухода за больным членом семьи выдан в период нахождения застрахованного лица в ежегодном оплачиваемом отпуске, в силу действия 255 федерального закона, вот эти совпадающие периоды, они не подлежат оплате. Если период нетрудоспособности выходит за рамки отпуска ежегодно оплачиваемого, значит, оставшийся период, он уже в рамках листка нетрудоспособности будет оплачен Фондом социального страхования, о чем вам необходимо внести соответствующую информацию в ответе на запрос. Также работодатель и только работодатель у нас может располагать информацией о наличии в организации периодов простоя, либо о наличии информации в организации об отстранении сотрудника от работы. В силу действия 255 федерального закона эти обстоятельства, они также влияют на размер и на право на получение данной выплаты. Соответственно, только работодатель может располагать этой информацией. И при ее наличии эта информация должна быть отражена в ответах на запрос. После того, как работодатель получил запрос недостающих сведений, у работодателя в рамках правил 2010 и 255 федерального закона есть срок на ответ на данный запрос, в соответствии с которым работодатель вносит исправление, подписывает ответ электронной цифровой подписью и направляет в Фонд социального страхования.
После получения данного ответа Фонд социального страхования в установленные сроки должен принять решение для назначения и выплаты пособия. Вот кратко процесс заключается вот в этих этапах. Какие могут быть в данном процессе сложности? Ну, самая основная сложность это связана с взаимодействием с органами, из которых Фонд социального страхования получает ту или иную информацию, а также вопрос идентификации непосредственно самого работодателя. На текущий момент вот уже эта процедура применяется в течение 11 месяцев. Так или иначе она совершенствуется, вносятся корректировки, исправляются те ошибки, технологические ошибки, которые были выявлены, но все равно процесс еще не отлажен на 100%. Если ранее предусмотренная технология, она внедрялась еще с 2011 года и отлаживалась вот на протяжении практически 10 лет, то этот процесс, он новый, технологические ошибки, они встречаются, к сожалению, до сих пор. И в случае, если работодатель по какой-то причине не получил запрос от Фонда социального страхования для предоставления недостающих сведений, в первую очередь в данном случае рекомендуется направить инициативное обращение в адрес Фонда социального страхования с использованием программного обеспечения для того, чтобы обозначить, что вы конкретно как работодатель являетесь источником информации, которая должна быть использована для назначения и выплаты пособий, на основании которого в адрес уже работодателя должен быть сформирован и направлен запрос недостающих сведений. Инициативное обращение, оно предусмотрено у нас программным обеспечением. Те вендоры, то есть разработчики программных продуктов, которые в основном используются нашими страхователями, это 1С, СБИС, Контур, Экстерн и другие, они в основном уже реализовали на своих площадках данную возможность. Поэтому у нас есть телефоны горячей линии, которые вам все известны, и в случае каких-то возникновения проблем просьба звонить на горячую линию, наши специалисты помогут. Телефон у нас, скажем так, не умолкает, постоянно звонит, и в большинстве своих случаев, где-то процентах, наверное, в 75-80, решение проблемы, скажем так, оно находится на поверхности. Есть, конечно, такие ситуации, когда для разрешения конкретной ситуации, конкретной проблемы необходимо получение более подробной информации, например, в виде скринов от работодателя, для того, чтобы озвучить сложившуюся ситуацию в службу технической поддержки нашего программного обеспечения. Тут, конечно, процесс исполнения этих служебных записок займет какое-то время, но так или иначе все равно вопрос решается. Нету таких у нас случаев, когда по каким-то причинам человек остался без пособия, это просто невозможно. Пособие при рождении ребенка. Тут в данной процедуре несколько ситуация иная. Отправной точкой для возникновения обязанности выплаты данного пособия является сведения, поступившие из органов ЗАГС о факте регистрации ребенка. То есть, когда родители ребенка обращаются в органы ЗАГС для получения свидетельства о рождении. На основании указанных сведений органы ЗАГС направляют в автоматизированном режиме также сведения в адрес Фонда социального страхования о факте рождения ребенка, в связи с чем фонд со своей стороны направляет сведения в адрес пенсионного фонда для идентификации СНИЛС ребенка, то есть присвоен ли, не присвоен ли в пенсионном фонде СНИЛС, об идентификации работодателя, кому
из работников может быть выплачено пособие, где эти работники работают, и на основании уже, простите, и на основании уже этих сведений Фонд социального страхования формирует запрос и направляет запрос в адрес работодателя. Стоит отметить, что было принято решение о том, что мамочка ребенка имеет приоритетное право на получение данной выплаты в силу определенных обстоятельств. Я имею в виду, семьи бывают разные, полные и неполные. Отец ребенка может уйти из семьи, и чтобы именно мамочка получила данное пособие, которое фактически осуществляет уход за ребенком, было такое принято решение. Но, опять же, возникают ситуации, когда отец ребенка, работая, например, в другой климатической зоне, вахтовым методом, например, по месту осуществления своей фактической трудовой деятельности имеет иной районный коэффициент, который больше, чем нежели по месту осуществления деятельности матери. В этом случае, так как пособие на ребенка, единовременное пособие на ребенка, носит фиксированную сумму и зависит лишь от размера районного коэффициента, в этом случае родителями ребенка может быть принято решение о том, что данное пособие будет назначаться и выплачиваться не по месту работы матери ребенка, а по месту работы отца. В таком случае, когда работодатель матери ребенка получил запрос недостающих сведений, и он располагает информацией о принятом родителями решении, значит, работодатель должен этот запрос проставить отметку в нем о том, что назначение и выплата пособия по данному работодателю, родителю осуществляться не будет. В комментарии работодатель может написать, что принято решение о назначении данной выплаты по месту работы отца. А вот работодатель отца ребенка уже на основании полученной информации от отца, должен инициировать обращение к Фонду социального страхования для получения запроса с целью назначения этой выплаты по этому месту работы. То есть вот эта вот автоматизированная инициация обращения, о которой я уже говорил в части пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам. На основании этой инициации фонд направит в адрес работодателя соответствующий запрос, но предварительно перед направлением этого запроса будет осуществлен запрос в ЕГИСО, Единая государственная информационная система социального обеспечения, с целью выявления информации о том, назначалась ли выплата единовременного пособия при рождении ребенка иному родителю, либо лицу, который осуществляет опеку над ребенком. И на основании отрицательного ответа из этой системы ЕГИСО, опять же, повторюсь, все это происходит в автоматизированном режиме, в адрес работодателя отца ребенка уйдет этот запрос, на который работодателю нужно ответить. Обращаю внимание, что в соответствии с правилами номер 2010 работодатель в ответе на запрос должен проставить только размер районного коэффициента. В данном случае, почему обращаю на это внимание? Правилами 668, приказом 668Н, у нас предусмотрены виды пособий, которые связаны вот с материнством, и в этих правилах в этом порядке прописаны тот перечень документов, которые должен работодатель собирать для назначения и выплаты пособия, для подтверждения права на получение этой выплаты. В 668Н у нас прописано, что при назначении пособия на рождение ребенка, а также при назначении пособия до 1,5 лет необходимы справки с места работы второго родителя о том, что данные пособия не назначались и не выплачивались. При использовании проактивного режима, который предусмотрен правилами 2010, как я уже говорил, факт неназначения проверяется по системе ЕГИСО. Соответственно, необходимость в наличии указанных справок в принципе отпадает. Единственный нюанс тут заключается в том, что работодатель
должен отслеживать вот эти запросы, которые поступают в адрес работодателя в информационные системы, и своевременно исполнять их, то есть давать ответы. Потому что по истечении 3 рабочих дней с момента поступления запроса, во-первых, предусмотрены штрафные санкции, о которых я там немножко позже остановлюсь. Ну и во-вторых, есть вероятность того, что информация уже будет в ЕГИСО не актуальна. Потому что запрос приходит на основании уже полученных сведений из ЕГИСО. Если работодатель на него долго не отвечает, есть вероятность того, что второй родитель может обратиться по месту работы своей и инициировать обращение. Поэтому настоятельно рекомендую при получении запроса во избежании необоснованных назначений, а также во избежании штрафов своевременно предоставлять ответы. Тем самым у вас отпадает необходимость нести излишние расходы и, соответственно, истребовать ненужные документы у родителей в виде вот этих вот справок. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Значит, отправной точкой для назначения данного пособия является заявление работника о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Соответственно, в данном случае триггером, отправной точкой будет уже являться именно те сведения, которые получены от работодателя, и на основании этих сведений будет формироваться запрос. Как это происходит? Работник, обращаясь в адрес работодателя с заявлением о предоставлении ему этого отпуска, также пишет заявление о назначении выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. На основании этих заявлений работодатель инициирует обращение к Фонду социального страхования для получения запроса, который будет основанием для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. На основании данной инициации Фонд социального страхования опять же направляет запрос в систему ЕГИСОС, чтобы удостовериться, назначалась или не назначалась кому-либо выплата по уходу за этим ребенком. Опять же, немножко опускаю уже вот эти сверки с пенсионным фондом в части СНИЛСов, в части идентификации сведений, проверки сведений о месте работы застрахованного лица. После того, как с ЕГИСО приходит отрицательный ответ, что никому ничего не назначалось, в адрес работодателя формируется запрос. На основании этого запроса работодатель вносит необходимую информацию, которая является основанием для расчета пособия. И, соответственно, уже ответ подписанный работодателем ответ и направленный в адрес Фонда социального страхования будет являться основанием для назначения и выплаты пособия. В этом случае еще раз обращаю внимание, что, как и прежде, запрос направляется в адрес работодателя один раз, ответ предоставляется один раз, и пособие назначается на весь период до достижения ребенком возраста 1,5 лет. В соответствии с действующим законодательством назначение первичной выплаты осуществляется Фондом социального страхования в течение 10 рабочих дней с момента поступления ответа от работодателя. Последующие выплаты осуществляются за истекший месяц 10 числа месяца следующего за прошедшим. Получается, например, если в октябре поступило обращение для назначения и выплаты пособий, то есть ответ на запрос поступил. В октябре Фонд социального страхования назначит и выплатит пособие за октябрь месяц с даты наступления отпуска до конца месяца. Пособие за ноябрь месяц будет выплачено не в ноябре, а 10 декабря. То есть по истечении месяца, за который назначается и выплачивается это пособие. Игорь Анатольевич, попрошу чуть-чуть ускориться, у нас регламент по времени. Хорошо. Спасибо. Так, кратко. Знаете, да, что в 2 НДФЛ мы с пособий удерживаем, перечисляем бюджет. Справки работодатели, работники могут запросить у Фонда социального страхования. Способ запроса этих справок 3 вида.
приоритетный способ использования личного кабинета, в котором эти справки формируются автоматически и загружаются туда же автоматически в течение 15-30 минут максимум. Фонд социального страхования удерживает алименты. Для того, чтобы алименты были удержаны с пособий по временной нетрудоспособности, в адрес фонда должно поступить постановление службы судебных приставов, либо лицо может обратиться непосредственно самостоятельно при предъявлении оригинала документа, являющегося основанием для удержания. Застрахованное лицо. В данном случае может обратиться и сам должник, если он такой инициативный, либо может обратиться сам взыскатель. Не организация. В данном случае, если есть исполнительный лист у службы судебных приставов, на основании этого исполнительного листа приставы обязаны вынести два постановления. Одно направляется в адрес работодателя для удержания заработной платы, второе направляется в адрес фонда для удержания пособий по временной нетрудоспособности. По наследникам, значит, назначенные, но не выплаченные при жизни пособия подлежат перечислению. Есть две категории граждан, которые могут получить данные пособия. Это лица, которые совместно проживали с лицом умершим на дату смерти. В этом случае данные лица должны обратиться в течение 4 месяцев с момента смерти застрахованного лица, то есть не до истечения срока этого 4-месячного. В этом случае предъявляется в подтверждение документ, который выдается, как правило, управляющей компанией, перечень лиц, совместно проживавших, и документы, подтверждающие степень родства. Если лиц, совместно проживавших, не было, либо этот срок истек уже 4 месяца, в данном случае могут обратиться наследники, вступившие в право на наследство по истечении 6 месяцев. В данном случае предоставляются уже свидетельства о вступлении в право на наследство. По штрафам кратко. Статьей 15.2 255 федерального закона у нас предусмотрены штрафы за несвоевременное представление сведений и за предоставление недостоверных сведений. Обратите внимание, в соответствии с действующим законодательством, в случае, если работодателям представлены какие-то сведения, которые отличаются от ранее представленных, Фонд социального страхования направляет извещение. Срок на ответ на данное извещение у работодателя предусмотрен 255 федеральным законом. 5 рабочих дней. Если с момента поступления, если ответ не поступил в этот срок, работодатель может быть привлечен к ответственности, как в рамках 255 федерального закона, так и в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому на поступившие запросы и на поступившие извещения по этим ответам, которые были на запросы направлены, настоятельно рекомендую строго придерживаться сроков, дабы не быть привлеченными к ответственности. И один момент только еще раз обращу внимание. Тот порядок, который действовал до 1 января 2022 года, предусмотренный 2375 постановлением правительства, он распространяет свое действие на 2021 год. Со вступлением в силу с 1 января 2022 года правил 2010 работодатель должен предоставлять ответы на запрос. На текущий момент техническая возможность пока получать сведения в старом порядке, с использованием старой технологии в Фонде социального страхования сохраняется для обеспечения возможности своевременного получения пособий, но рано или поздно эта, скажем так, лавочка, она будет прикрыта, поэтому настоятельно рекомендуется использовать старую технологию только в исключительных ситуациях, когда у вас по какой-то причине не получается в рамках проактива направлять ответы на запрос. Переходите все на проактив. Я озвучить дату не могу, потому что я эту дату сам не знаю, но может там просто нажатием на кнопки прикрыться эта возможность, то есть перестанут поступать сведения на шлюз приема отчетности и все.
И по-другому вы не сможете никак сделать. А учитывая, что некоторые организации у нас до сих пор в принципе не направляют ответы на запрос, не обрабатывают проактивные процессы, для них может возникнуть очень большая сложность в своевременном представлении сведений, потому что придется еще вникать в эту технологию. Поэтому настоятельно рекомендую, у нас уже 11 месяцев прошло на то, чтобы вы изучили этот процесс. Соответственно, направление в старой схеме это уже, скажем так, не камильфо. Давайте. Те изменения, запросы, почему по какой-то причине они не получили пособие. Если выявляется факт несвоевременного ответа, мы направляем служебные записки для инициирования камеральной проверки по факту несвоевременного представления сведений, которое за собой влечет возможность привлечения страхователя к ответственности. То есть в рамках плана они будут проводить какие-то проверки, и для формирования этого плана они используют те сведения, которые предоставляются Фондом социального страхования, например, частые перерасчеты пособий, предоставление сведений недостоверных, которые повлекли переплату, например. Да? Вот все эти основания, они являются для отдела администрирования страховым взносом основанием для включения в план проверок этих страхователей. Чем меньше ошибок вы совершаете, тем меньше вероятность, что вы будете объектом проверки. Игорь Анатольевич, спасибо огромное за такой подробный доклад. Сейчас слово предоставляется Анастасии Александровне Панюковой, это специалист Государственной инспекции труда по Республике Коми, с докладом «Основные изменения в трудовом законодательстве в 2022 году». Коллеги, большая просьба, заблаговременно поднимайте руку, чтобы задать вопрос, потому что на самом деле не слышно, и нас смотрят еще коллеги из республики в онлайне, поэтому им тоже не слышно вопрос. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Меня зовут Анастасия Александровна, я являюсь старшим государственным инспектором труда Государственной инспекции труда в Республике Коми. Хотела бы заострить внимание на изменениях, которые были внесены в марте и в сентябре 2022 года в области охраны труда. Значит, начнем с изменений, которые были внесены с 1 марта 2022 года. Значит, среди основных законодательных изменений следует выделить следующее. Значит, первое, что необходимо, это работодателю сейчас необходимо регистрировать микротравмы, которые у него происходят в организации. Значит, в трудовое законодательство было внесено вообще понятие, что такое микротравма. Под микротравмой следует понимать ссадины, кровоподтеки, ушибы, которые были получены работникам при выполнении им трудовых обязанностей. Значит, что необходимо вообще, что рекомендуется выполнить работодателю при получении работникам микротравмы? Значит, во-первых, организация должна издать локальный нормативный акт, который будет регулировать вообще порядок микротравмы, непосредственно ознакомить своих работников с указанным локальным нормативным актом. Также работодатель обязан вообще организовать рассмотрение обстоятельств и причин, которые вообще послужили, либо же привели к микротравме. Ну и, конечно же, произвести учет. Значит, основанием для регистрации микротравмы будет являться обращение непосредственно работника к своему работодателю, после чего работодатель должен будет выяснить причины и обстоятельства, которые привели к микротравме. Значит, работодателю также рекомендуется составить справку о причинах и условиях, которые привлекли к микротравме, ну и непосредственно зарегистрировать. Зарегистрировать это возможно в журнале, который также работодателю рекомендуется в организации внести. Значит, следующее изменение.
Значит, работодателю, да, работодатель, точнее, можно сказать, обязан отстранить работника, который не применяет обязательные средства индивидуальной защиты. Значит, Трудовой кодекс, статью 76 внесены изменения, внесен абзац 6, где написано, что работодатель обязан отстранить работника, не применяющего средства индивидуальной защиты, понятно, без сохранения заработной платы. Также, если по результатам специальной оценки условий труда рабочее место работника отнесено к опасному, то работодатель должен приостановить работу. Значит, если у работодателя, получается, появляется обязанность приостановить работу на рабочих местах, условия труда на которых отнесены по результатам специальной оценки условий труда к 4-му, то есть к опасному классу. Значит, работодатель должен приостановить работу работника, также он может его перевести на другую имеющуюся у него работу. Работодателю необходимо провести внеплановую специальную оценку условий труда. Если по результатам внеплановой специальной оценки труда класс опасности изменяется, работник возвращается на прежнее свое рабочее место. Если же снизить класс опасности не удается, то в этом случае работодатель должен будет перевести работника на другую работу. Также еще потерпели изменения, значит, организации теперь могут ввести электронный документооборот и в области охраны труда. Значит, под электронным документооборотом в сфере трудовых отношений у нас понимается создание, подписание, использование и хранение работодателем, а также работником и лицом, поступающим на работу, документов, связанных с работой и оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Что касается в области охраны труда, работодатель акты о расследовании несчастных случаях, а также документы, подтверждающие прохождение работникам инструктажей, составляет и оформляет исключительно на бумажном носителе. То есть в электронном виде указанные документы оформить нельзя. Также работодатели обязаны обеспечивать систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, а также вести их регулярный анализ и оценку. Значит, для обеспечения таких условий работодателю необходимо проводить комплексную оценку технического и организационного уровня рабочего места своих работников. Кроме того, работодателю теперь необходимо незамедлительно информировать своих работников об отнесении условий труда на их рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда к опасному классу. Значит, какие формы информирования возможны? Во-первых, при приеме на работу вы ознакомливаете своих работников с трудовым договором. В обязательном порядке в трудовом договоре прописывается класс опасности, оптимальный, допустимый, либо же вредные условия труда. Также вы ознакомливаете, получается, с результатами специальной оценки условий труда на рабочем месте вашего работника. Ну и также ознакомление о существующих профессиональных рисках на рабочем месте работника. Это что касается изменений, которые у нас были введены с 1 марта 2022 года. В сентябре месяце у нас также были внесены изменения. Так, первое изменение — это начали действовать новые правила обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Указанные правила у нас теперь регулируются постановлением правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года номер 2464. Значит, указанные правила, они регулируют, в частности, проведение инструктажей, стажировок, оказание первой медицинской помощи и обучение своих работников применению средств индивидуальной защиты, что ранее у нас такого не было. Значит, что касается инструктажей, какие вообще у нас есть? У нас есть первичные, повторные, внеплановые и целевые.
Первичные, то есть все работники при приеме на работу, с ними должны быть проведены первичный инструктаж, после чего у нас есть повторный инструктаж. Он у нас проводится не реже одного раза в 6 месяцев. Также у нас есть неплановые инструктажи. Примером проведения непланового инструктажа, если у вас случается несчастный случай на производстве, вы после чего должны будете провести внеплановый инструктаж со своими работниками. Ну и целевой инструктаж. Целевой инструктаж мы проводим перед выполнением работ, таких как, например, на объектах повышенной опасности, либо же перед погрузочно-разгрузочными работами и направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Также у нас с 2022 года добавился дополнительный вид обучения – это стажировка. То есть работодатель вообще самостоятельно утверждает перечень должностей, которые должны в обязательном порядке пройти стажировку. И длительность обучения вообще стажировки не может быть 2 рабочих смен. Значит, также у нас это оказание медицинской помощи и использование и применение средств индивидуальной защиты. Работодатель также самостоятельно утверждает перечень должностей, которые должны быть обучены, да, по оказанию первой медицинской помощи. Примером может служить это водители транспортных средств, которые должны быть обучены оказанию первой медицинской помощи. И что касаемо работников, которых необходимо обучить по использованию и применению средств индивидуальной защиты. То есть вы, как работодатели, сами утверждаете перечень работ, которые обязательно проходит это обучение. Так, и следующее изменение у нас в расследовании несчастных случаев. То есть ранее у нас было постановление Минтруда номер 43, да? Сейчас он утратил силу, и у нас начал действовать приказ номер 223, да? Который у нас устанавливает вообще порядок расследования несчастных случаев. Значит, какие такие основные изменения, которые были внесены с 1 сентября в порядок расследования несчастных случаев? Значит, во-первых, сроки расследования несчастных случаев у нас исчисляются в календарных днях со дня издания приказа непосредственно работодателем. Да? Ранее у нас, то есть, вообще не было предусмотрено о том, что вообще не было предусмотрено исчисление сроков в календарных днях. Также несчастные случаи, о которых не были сообщены своевременно работодателю, либо нетрудоспособность последовала позже, то в этом случае несчастный случай расследуется у нас по заявлению пострадавшего лица. Еще одно изменение. Сейчас у нас комиссия может проводить опрос очевидцев, либо же пострадавшего с использованием видеоконференц-связи, что ранее не было предусмотрено. Кроме того, у нас добавился перечень документов, да, который, то есть, по результатам расследования несчастного случая у нас составляется акт Н1. Сейчас еще добавились 2 документа. Это форма Н1ЧС, оно предоставляется при расследовании несчастных случаев, которые произошли с работником в результате чрезвычайных ситуаций. И второй документ — это акт расследования обстоятельств происшествия, предполагающего гибель работника в результате несчастного случая. Значит, указанный акт, он будет заполняться, если произошел несчастный случай, предположительно со смертельным исходом в каких-то отдаленных местностях, например, вахтовым методом с работником. Так, и добавились у нас классификаторы несчастных случаев, что у нас вообще ранее не было предусмотрено. Кроме того, с 1 сентября начали действовать обновленные правила прохождения психиатрического свидетельствования отдельными категориями работников. Значит, хотелось бы сказать о том, что виды работ, при выполнении которых необходимо пройти обязательно психиатрическое свидетельствование, они обновлены. Например, примером, да, будет служить, ранее такого не было,
Если работник осуществляет деятельность, связанную с работой, с использованием сведений, составляющих государственную тайну, то есть работник обязательно должен пройти психиатрическое освидетельствование. Ранее такого у нас не было предусмотрено. Спасибо за внимание. Коллеги, если есть вопросы, поднимите руки. Если нету, то спасибо большое. Спасибо большое Анастасии Александровне за подробный рассказ. Также следующему специалисту трудовой инспекции я предоставляю слово с особенностями осуществления государственного контроля. Виктория Николаевна Туркина, пожалуйста. Всем добрый день. Как уже отметили, сегодня хочу поделиться теми особенностями, которые у нас в связи со сложившейся обстановкой возникли при осуществлении Гострудинспекцией контроля за соблюдением работодателями требований трудового законодательства, то есть каким образом сейчас мы, как ведомство, осуществляем взаимодействие с работодателями, чего стоит бояться, чего, наоборот, бояться не стоит, какие мероприятия мы сейчас проводим, то есть коротко попытаюсь об этом рассказать. И наверное, прежде чем говорить об особенностях, которые есть сейчас, целесообразно обратиться к тому, что же было до этих особенностей. И здесь необходимо отметить, что с лета прошлого года у нас в контрольно-надзорной деятельности в целом произошли кардинальные изменения. Вступлением в силу нового федерального закона произошла реформа контрольно-надзорной деятельности. И основной идеей, которая заложена в нашем новом законе о надзоре, является реализация То есть основная идея закона о контроле и надзоре, который вступил в прошлом году, заключается в реализации, в том числе нами, как контрольным органом, своих функций посредством так называемого рискоориентированного подхода. Что это значит? То есть те мероприятия, которые выбирает при проведении в отношении вас, как работодателя, инспекция труда, должны быть соразмерными тем возможным нарушениям, которые могут быть выявлены, тому возможному ущербу, который может быть применен. То есть, понятное дело, допустим, пример, обратился работник, который обратился к работодателю с заявлением о выдаче ему какой-нибудь справки, да, работодатель ему справку не выдал, он обратился в инспекцию труда. То есть нужно понимать, что здесь будет несоразмерным, если инспектор труда выйдет к вам с выездной проверкой на место. То есть те мероприятия, которые мы выбираем, они должны быть соразмерны тем вопросам, которые ставит работник в своем обращении. Также вот этот рискоориентированный подход предполагает, что все организации работодателей по Республике Коми принадлежат к определенному виду, классу риска, категории риска. То есть у каждого из вас, как у работодателей, представителей работодателя, организация Пожалуйста, небольшая заминочка. Все работодатели в настоящее время отнесены к определенной категории риска. И в зависимости от того, к какой категории риска вы как работодатели отнесены, будет зависеть то, какие контрольные надзорные мероприятия либо профилактические мероприятия, в какой интенсивности будут проходить эти мероприятия, зависит как раз-таки от вашей категории риска. Здесь обозначу, от чего зависит категория риска конкретного работодателя. Здесь, наверное, если коротко, 5 основных критериев на сегодняшний день,
по результатам анализа которых инспекция труда и ее центральный аппарат определяет категорию риска конкретного работодателя. Вообще, если вот по градации 5 категорий риска, от самого низкого риска до высокого. Чем выше ваша категория риска, тем вероятность попасть в план плановых проверок инспекции труда выше. То есть, если это высокий риск, то проверки у нас проводятся 1 раз в 2 года. Соответственно, чем ниже риск, тем реже. По низкому риску плановые проверки вообще не проводятся. Какие 5 основных критериев, от которых зависит включение вас в план плановых проверок? Во-первых, это критерий, который, по сути, от работодателя не зависит. Это средняя списочная численность работников в организации. Соответственно, чем больше работников организации трудится, тем выше риск попасть в план плановых проверок. Второй критерий заключается в том, к какому виду деятельности вы относитесь, то есть каким видом деятельности вы занимаетесь. Здесь уже есть в постановлении правительства, которым всем видам деятельности определены соответствующие показатели. То есть понятное дело, что, допустим, строительство, лесозаготовки, у них цифры больше, и, соответственно, по этим видам деятельности риски попасть в план тоже выше. Следующая категория, от которой зависит ваше попадание в план плановых проверок, это были ли у вашей организации факты привлечения к административной ответственности за нарушение требований трудового законодательства. То есть смотрятся предыдущие периоды. Чем больше фактов, соответственно, тем, опять-таки, выше шанс попасть в плановую проверку. И 2 последних критерия заключаются в том, что были ли в организации в течение предшествующего года факты несчастных случаев, как легких, так и тяжелых. Соответственно, если были, плюс коэффициенты, плюс вероятность увеличивается попасть в план проверок инспекции труда. И были ли факты задержек задолженности по заработной плате? Если такие факты были, а эти факты, как вообще инспекция труда о них узнает? То есть это вся информация и СМИ, и вообще те реестры, которые мы ведем, и обращения граждан. То есть это все анализируется, устанавливается. Если факты были, соответственно, коэффициент повышается. Вот эти 5 критериев влияют на то, на попадание организации в план плановых проверок. Кроме рискоориентированного подхода, на который делается акцент в новом законе о контроле и надзоре, также основной принцип, который заложен в новом законе о контроле и надзоре, заключается, опять-таки, в приоритетном применении профилактических мероприятий над контрольно-надзорными мероприятиями. То есть девиз таков, что легче предотвратить, предупредить, чем, опять-таки, потом получить какие-либо негативные последствия, штрафные санкции и прочее. Также новый закон, который в июле вступил в силу, конкретизировал некоторые моменты, которые раньше не получили свою регламентацию. Были введены новые виды контрольных надзорных мероприятий. То есть, если раньше помимо проводились только проверки, известные документарные, когда инспектор у вас затребовал документы, вы предоставляли, мы анализировали и, соответственно, делали выводы, либо же выездные проверки, когда инспектор выезжал к вам на место осуществления деятельности, то в настоящее время, вот с прошлого года, появились новые виды контрольных надзорных мероприятий. Вот одно из них отмечу, это инспекционный визит. В чем он заключается, чтобы тоже у вас было представление, если вдруг с таким визитом к вам инспектор придет в организацию. Инспекционный визит, мы как в своей работе называем ее данный вид контрольно-надзорного мероприятия как такая мини-выездная проверка. То есть также инспекционный визит предполагает, что инспектор к вам выезжает на место осуществления деятельности. При этом, в отличие от вот той же выездной проверки, которая во времени растянута, то есть там у нас 10 рабочих дней, и инспектор может ежедневно в течение 10 дней к вам выезжать, исследовать документы, спрашивать, то инспекционный визит, он во времени ограничен 8 часов, то есть не более 8 часов инспектор к вам выезжает и проверяет.
И также основное отличие от выездной проверки. Если о выездной проверке мы вас уведомляем заблаговременно, не позднее, чем за 24 часа до того, как мы к вам выйдем, указываем на период времени, в течение которого мы будем к вам выезжать, то инспекционный визит не предполагает уведомления работодателей. То есть это вот именно эффект неожиданности, внезапности, и работодатели не успевают, получается, там, подготовиться, что-нибудь пересмотреть, устранить нарушения. Вот это вот основная, скажем так, фишка вот данного нового контрольного надзорного мероприятия. Также новый закон ввел новые понятия в части профилактических мероприятий. То есть помимо, опять-таки, ранее известных консультирования, информирования, правоприменительной практики, получили детальную регламентацию такие виды профилактических мероприятий, как предостережение. Я думаю, что многим сидящим в зале данный вид профилактического мероприятия уже известен, потому что в условиях настоящего времени мы его реализуем. Опять-таки разъясню, потому что звонят, спрашивают, а что это такое предостережение, что нужно делать, как отвечать, как быть. То есть что такое предостережение? Это вид профилактического мероприятия, который инспектор реализует в случае, если поступили инспектору сведения о возможном нарушении трудового законодательства. То есть не факт, что, получив предостережение, вот вы читаете, и, как правило, звонят, что это не так, мы все выплатили, все было выдано. То есть здесь и возможно такое. Мы только предполагаем, что у вас возможны нарушения, и указываем, что у вас возможны нарушения, обратите на это внимание. Но это не говорит о том, что у вас эти нарушения есть. То есть не нужно пугаться предостережения, принять к сведению, если нарушений нет, все отлично. Если все-таки вы получили, понимаете, что да, мы тут что-то делали неправильно, нужно исправляться. В настоящее время закон не предусматривает обязанности вас, как работодателей, отвечать, что-либо отвечать, предоставлять документы на данные предостережения. Но при этом та старая практика, когда работодатели, получив предостережение, нам отчитываются, говорят, что у нас все хорошо, документы подтверждающие, в принципе, тоже такое имеет место быть. Также помимо предостережения, новый вид профилактического мероприятия был в 2021 году введен и сейчас тоже активно реализуется. Это профилактический визит. Тоже думаю, что некоторым уже знаком данный вид профилактического мероприятия. Он заключается в том, что инспектор либо путем видеоконференц-связи, либо непосредственно выезжает к вам на место осуществления деятельности, разъясняет вам те обязательные требования, которые предъявляются к вашей деятельности. Разъясняет как раз-таки то, что уже я ранее говорила, к какой категории риска вы относитесь, как понизить категорию риска, что влияет на включение в план плановых мероприятий и иные вопросы, которые, допустим, у вас, как у работодателей, могут возникнуть. Вы, как работодатели, вправе сами инициировать проведение такого профилактического визита, то есть либо позвонить в инспекцию труда, либо письменно написать, что вам интересно такой-то вопрос. Сейчас много изменений по охране труда, допустим, вам интересно узнать те вопросы, те нововведения. Вы можете данные мероприятия сами инициировать, и сейчас мы практикуем данные мероприятия путем видеоконференц-связи, то есть никуда не выезжая, подключаемся, общаемся с работодателями, отвечаем на их вопросы, поэтому прошу тоже на этот момент обратить внимание. Также с принятием нового федерального закона получили детальную регламентацию новые контрольно-надзорные действия. То есть если раньше данные мероприятия не были регламентированы, то сейчас закон предусматривает новые полномочия инспекторов. То есть инспектор, выехав к вам с выездной проверкой, может на сегодняшний день опросить любого из ваших работников на предмет, какой-то вопрос интересует, в рамках проверки возник, может опросить вашего работника, соответственно, составлением всех документов, протокола опроса, опросить не только работника вашего учреждения, но, может быть, посетителя, который не относится к не состоит с вами в трудовых отношениях, но в момент проверки находился там и может, допустим, что-то полезное в рамках проверки, допустим, подтвердить либо сказать. Это тоже возможно. Кроме того, инспектор может осмотреть ваши помещения, соответственно, также составляются протоколы осмотра, опроса. Сейчас инспектор может попросить предоставить видеозаписи, которые установлены у вас в организации, тоже чтобы ознакомиться, если какие-то вопросы в части подтверждения необходимо проверить.
Это вот что касается того, что с июля прошлого года у нас поменялось и что мы в данный момент по какому принципу работаем. При этом, получается, закон вступил в силу в июле, не проработав года, в марте текущего года в связи с известными нам всем мероприятиями, ситуацией, опять-таки произошли изменения. С марта текущего года был введен на проверки не только инспекции труда, но и других контрольных надзорных органов мораторий. То есть в настоящее время контрольно-надзорные мероприятия проводятся исключительно в случае, если поступила информация обращения, которая содержит сведения о том, что работнику причинен вред для его жизни и здоровью, либо же есть угроза причинения такого вреда. И только в случае, если органы прокуратуры данные контрольно-надзорные мероприятия согласуют. В связи с чем, в связи вот с введением моратория, работа вообще нас как ведомства переориентирована как раз-таки была на профилактику. И вот сейчас хочу более подробно остановиться на том алгоритме, по которому сейчас, допустим, инспектор труда действует при поступлении обращений работников, чтобы вы как работодатель тоже понимали, что, возможно, что не нужно бояться, если вам какой-то запрос либо требование от инспекции труда придет. То есть прям возьмем, допустим, ситуацию, что у нас работник был в командировке, дальше обратился к работодателю со всем, с заявлением, с документами, подтверждающие его нахождение в командировке, для того, чтобы работодатель возместил понесенные им расходы. Предположим, что у организации в локальном акте установлено, что возмещение расходов происходит в течение 7, допустим, рабочих дней с момента подачи работникам соответствующего заявления. Получается, работник подал, от работодателя по истечению 7 дней никаких действий не последовало, работник обратился в инспекцию труда с заявлением, что он был в командировке, ему ничего, расходы не возмещают. Как действует в рамках настоящих реалий инспекции, в рамках моратория? Первое, что инспектор делает, анализирует обращение и связывается, соответственно, с работником, чтобы подтвердить действительно достоверность, что это действительно был он, обратился к нам, что этот факт действительно достоверный. Может быть, есть какие-то еще сведения, которые подтвердят его доводы. После общения с заявителем как раз-таки переход идет на взаимодействие с работодателем. В данном случае инспектор, опять-таки, должен установить, действительно ли то, что изложено в обращении работника, достоверно ли то, что изложено, причинен ли работнику действиями работодателя ущерб, каким образом происходит вот это вот взаимодействие в двух формах. Во-первых, мы созваниваемся с работодателем, говорим о том, что поступило обращение, излагаем доводы, то есть оформляем это все телефонограммой посредством телефонного разговора. Также в дополнение к этому инспекторам направляются запросы, в котором работодателю указывается на необходимость предоставить пояснение по изложенным вопросам. То есть вам в данном конкретном случае мы бы направили запрос о том, что просим дать пояснение по факту невозмещения работнику такому-то расходов, связанных с командировкой. Также в этом запросе мы указываем, что если действительно вы как работодатель подтверждаете факт, что расходы не были возмещены, просим вас предоставить документы, подтверждающие устранение. То есть на сегодняшний день, если вот в рамках такого взаимодействия действительно факт нарушения был, и работодатель его исправил и предоставляет нам документы, что вот, да, заявление было подано, но по каким-то причинам мы не успели вовремя оплатить, да, все оплатили просто с нарушением сроков, вот, выплатили компенсацию, то все, никаких дальше контрольно-надзорных мероприятий инспектором не проводится. То есть факт устранен, разногласия между работником и работодателем устранены, проверку, соответственно, оснований нам проводить проверку нет, соответственно, каких-либо штрафных санкций тоже не последует. Как итог, как раз-таки хочу обратить внимание, что действительно, если вы видите, что да, факт нарушения был, и устраняете его, предоставляете нам документы, вы освобождаетесь от каких-либо административных взысканий и проверок. То есть поэтому рекомендуем на контакт идти, и если действительно
факты нарушений есть, предоставлять документы об их устранении. В этом случае ничего со стороны инспекции не последует. Таким образом, как раз-таки в условиях настоящего времени те идеи, которые заложены законодателем в закон, новые контрольно-надзорной деятельности, о приоритете в профилактике, о рискоориентированном подходе в условиях настоящих реалий, он как раз-таки ярким образом реализуется. Сейчас нами акцент делается на профилактику. И в последующем, когда эта ситуация, которая у нас сложилась в стране и мире, как-то нормализуется, если наше с вами взаимодействие как инспекции и работодателей в таком ключе, что нарушение было, мы все устранили и больше проверок не проводим, оно даст положительные в данный момент результаты, то после снятия моратория, в принципе, у нас есть такие планы, чтобы данную практику продолжить, и до того, как мы откроем какие-либо контрольные мероприятия, делать такие запросы, чтобы работодатели до инициирования проверки могли свои нарушения устранить и в таком случае избежать какой-либо ответственности. У меня, наверное, все. Если есть вопросы, то я готова выслушать. Виктория Николаевна, спасибо большое. Я так понимаю, пока действует мораторий, ваш внезапный, как вы сказали, инспекционный визит можно не ждать, да? Если будут основания. Итак, коллеги, все вы знаете, что в рамках реализации налогового законодательства произошло очень много изменений и произойдут с января 2023 года. Я приглашаю к микрофону Елену Анатольевну Летягину, начальника отдела расчета с бюджетом Управления Федеральной налоговой службы. Сейчас. Стрелочку туда-сюда. Да, включен. Добрый день. Наверное, все уже устали, да? Постараюсь как-то кратко. Нет? Так, сегодня поговорим о том, что нас ожидает с 1 января. Тема у нас очень актуальна, изменений очень много, почти в полном объеме переписана часть 1 налогового кодекса. Единый налоговый счет вводится у нас в соответствии с законом от 14 июля номер 263 ФЗ. Вводится единый налоговый счет для упрощения процедуры исполнения обязанностей по уплате налогов как для юридических, так и для индивидуальных предпринимателей. Ой, это не мой слайд. Ну ладно, тут мое. Прежде чем говорить о едином налоговом счете, я хочу остановиться на новом понятии – совокупная обязанность. Простыми словами, это все начисления плательщика, включая пени и штрафы. В совокупную обязанность не будет у нас теперь входить уточненные декларации, представленные к уменьшению, если с установленного срока уплаты прошло более 3 лет. Также не учитывается в совокупной обязанности сумма налогом, по которым истек срок взыскания, или судом приняты меры предварительной защиты. С 1 января плательщик уже не сможет уплатить налоги по своему желанию. Необходимо будет погашать общую совокупную обязанность. Давайте перейдем непосредственно к единому налоговому счету, единому налоговому платежу. При едином налоговом счете вся уплата налогов будет осуществляться единым налоговым платежом. Это особый порядок уплаты налогов и погашения совокупной обязанности. С 1 января такой порядок у нас будет обязателен для применения всеми лицами. Все налоги, за исключением некоторых, надо будет платить на специальный счет. Этот счет будет открыт один для всех плательщиков, и открыт он будет в УФК по городу Туле. Да, счет, который открыт в Коми, в УФК по республике Коми, он будет закрыт. Сейчас вносятся изменения в приказ 107Н, в котором будут закреплены положения по оформлению платежного документа. В платежном документе вам надо будет указать определенный статус, но это проект, да, предварительно это статус 34. Реквизиты ННН КПП получателя указываются реквизиты МИ по управлению долга. Это у нас инспекция, которая
будут поступать платежи к ней. И она будет их распределять. И будет указываться КБК, который предназначен для единого налогового платежа. Эти реквизиты, они всегда будут неизменны. Менять вы будете только сумму. То есть раз в год оформите платежку таким образом и будете менять потом только сумму. При таком оформлении документов ошибок у бухгалтеров, особенно которые ведут несколько организаций, уже не будет. То есть им надо будет поменять ИНН и сумму. Это значительно упрощает уплату налогов и сокращает количество неверно оформленных платежей. Платить налоги раньше срока не обязательно, достаточно внести сумму в установленный срок. Допускается, да, это как хотите. Может быть, вам поначалу непривычно, да, перейти на такой порядок, и вам хочется, да, при удержании там что-то перечислить. Ради бога, перечисляйте. Но эти деньги будут храниться на этом счете до наступления срока уплаты. Так, что такое у нас... Давайте дослушаем все до конца. Нет, все вообще платить налоги можно будет один раз в месяц, 28 числа. Я потом про это остановлюсь подробнее. Единый налоговый счет. Ну, это свернутое сальдо по всем налогам в одно. И погашение этой задолженности через единый налоговый платеж. Все начисленные суммы, как и прежде, будут отражены у нас в разрезе отдельных налоговых обязательств по КБК, АКТМО, КПП. То есть общая информация у нас будет отражена в ЕНС, свернутая сальдо, а более детально в отдельных карточках. Обращу внимание, что учет пени будет тоже осуществляться в отдельной карточке, без разбивки по налогам и кодам АКТМО. Пени будут начисляться на общую сумму недоимки перед бюджетом. Для этого с 1 января будет предусмотрен определенный КБК для пени. Но он вам не нужен, в принципе. Вы просто будете знать, что пеня начисляется по всем налогам вместе. Исходя из разницы между начисленными и уплаченными суммами в качестве ИНП, будет образовываться отрицательное или положительное сальдо. С введением единого налогового счета исключены факты наличия у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов. То есть ЕНС – это совокупное сальдо, единое сальдо, которое будет делиться по виду налога, по виду платежа налог, пени, процент и штраф. Положительное сальдо по единому налоговому счету – это не переплата в каком-то бюджете конкретном, это деньги плательщика, которые он распоряжается сам. Можно вернуть эту переплату на расчетный счет, и налоговый орган исполнит распоряжение налогоплательщика в течение 1 рабочего дня. Можно перевести переплату в счет обязанности по уплате за другое лицо. Такого никогда не было, когда напрямую, минуя возврат на расчетный счет самого плательщика, деньги переводятся иному, любому лицу, как юридическому, так и физическому лицу. Можно перевести свою переплату в счет предстоящей обязанности по уплате налога. То есть если вы все-таки хотите, чтобы вот эти деньги хранились, допустим, на НДФЛ, то для этого вы напишите заявление, что укажете в заявлении КБК, код АКТМО, КПП и срок, до которого вы хотите, чтобы эти деньги хранились на этом налоге. И указанные деньги будут там храниться до наступления срока, либо до момента, когда образуется задолженность по единому налоговому счету. Потому что, напомню, у нас не может быть теперь одновременно переплаты и недоимки по разным видам налогов. Положительным моментом является то, что отменяется 3-летний период, по истечении которого плательщик сейчас может вернуть переплату. В любой момент со следующего года вы можете вернуть положительный остаток, который есть на ЕНС. Все вы знаете, что сейчас переплата старше 3 лет по этой переплате не производятся возвраты и уточнения платежей. Даже, например, если у вас 3-годичный срок наступает, скажем, 10 января, то так как мы перейдем на 1 января в совокупное сальдо, то этот срок аннулируется, и в любой момент вы можете вернуть эти деньги. Все распределение единого налогового платежа в уплату налогов будет осуществляться налоговым органом самостоятельно, без участия плательщика, на основании деклараций расчетов,
уведомлений, которые вы сами представляете в налоговый орган. Распределение единого налогового платежа в уплату налогов будет производиться автоматически по правилам, установленным статьей 45 Кодекса. Сначала на погашение недоимки, начиная с налога с более ранним сроком, затем начисление с текущим сроком уплаты. Если сроки уплаты совпадут, то денежные средства будут распределяться пропорционально сумме обязательств. И в последнюю очередь будет погашаться задолженность по пене, процентам и штрафам. При едином налоговом счете предусмотрен переход на единые сроки уплаты и предоставление расчетов по всем налогам. Применяться будет общее правило. Сначала вы сдаете отчетность, это 25 число, а затем платите налоги, это 28 число теперь. Ну, есть исключения из правил, я их указала на слайде. Внедрение единого налогового счета никак не меняет порядок предоставления и заполнения деклараций, ну, за исключением некоторых, например, по НДФЛ, расскажут вам попозже, да? А также не меняет порядок периодичности предоставления деклараций. Вы по-прежнему в них будете указывать КБК, КТМО, КПП. Особое внимание я хочу обратить на то, что с 1 января Кодексом предусмотрена обязанность предоставлять уведомления об исчисленных суммах налогов. Это уведомление предоставляется не по всем налогам, а только по налогам, которые уплачиваются авансами, то есть по которым начисление наступает после уплаты. Ну, например, какие-то у нас налоги? Это НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги, упрощенная система налогообложения. Уведомление – это не декларация, оно заполняется очень просто, всего 6 реквизитов. Да, ИНН, КПП, АКАТА, КБК и налоговый отчетный период. Заполняется оно значительно легче, чем платежное поручение. Срок предоставления уведомления он такой же, как и для отчетности, 25 число. Уведомление подается в налоговый орган по месту нахождения плательщика по всем обособленным подразделениям. Оно многострочное и может предоставляться по всем налогам. Отмечу, что после предоставления декларации сумма из уведомления она будет stornирована и разнесутся суммы по декларации. То есть декларация она для нас первична. Уведомление нужно для того, чтобы деньги зарезервировать в бюджете, чтобы они попали в бюджет. И также хочу обратить внимание, что если по представленному уведомлению плательщикам не представлена декларация, да, в установленный срок, то сумма начисления по уведомлению после установленного срока для предоставления расчета плюс 10 дней будет stornирована. Вместо уведомления можно будет оформить платежный документ. Это установлено статьей 12, пунктом 12 статьи 4 закона 263. Но эта норма работает только в 2023 году. То есть если вы не готовы подавать сейчас уведомления, вы можете в течение 2023 года сформировать платежный документ по тем налогам, по которым это предусмотрено. То есть не по всем, да, я напомню, НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги, упрощенная система налогообложения. И здесь важно будет правильно оформить платежный документ, иначе налоговый орган не расценит это платежное поручение как уведомление. Да, тут вот важно, статус меняется. Вот, по тем налогам, которые уплачиваются авансовыми платежами, по которым срок предоставления декларации наступает после уплаты вами налогов. НДФЛ, страховые. Но я сразу хочу обратить ваше внимание, не нужно этим пользоваться. Ну, в смысле, привыкайте к уведомлению, но оно вводится, сейчас поясню почему. Потому что бывают случаи, когда вы хотите отредактировать уведомление. Да? Ну, например, вы ошиблись в сумме. То по платежному поручению, вот если вы перечислили деньги по платежному поручению и считаете, что это уведомление, вы его потом не отредактируете, то есть это не предусмотрено. И еще особенность, если вы хоть раз представили уведомление, то вы уже не можете заполнять вот так вот платежное поручение. Да, это прописано в кодексе. То есть вы утрачиваете это право, если вы хоть раз представите уведомление. В целом,
В целом по организации. Но вы же, когда заполняете платежку, там надо будет указать и на НКПП организации. То есть вы же хотите, чтобы деньги были начислены в конкретном КПП, поэтому вам надо кучу-кучу тоже оформить платежек. Не ошибиться в статусе, не ошибиться вот в этих других полях. Ну, вы понимаете, это ваша первая реакция на вот эту ситуацию. На самом деле у нас в Республике Коми проходил пилотный проект, и с 1 июля было 3 плательщика, которые изъявили желание перейти на уплату единого налогового платежа и предоставлять эти уведомления. Мы недавно с ними встречались у руководителя, спрашивали их мнение, и они сказали, да, на самом деле им было страшно, да, что это за уведомление, что это за платежка, почему город Тула, все это непонятно. Но теперь они говорят, это значительно легче. Вот, ну, то есть ООО «Галактика», ООО «Техпромсервис» и частный предприниматель Панюкова. Ну, не бюджетная, я ж не говорю 3 плательщика. А еще у нас были 3, так, это были те плательщики, которые зарегистрированы в Республике Коми. Кроме этого, всего по России было 761 плательщик. Из них в том числе был крупнейший плательщик ООО «РЖД», «Лукойл Пермь», компания НТВ, ну, других я не помню. Бюджетные организации, так как их на территории Республики Коми не было, ну, я не знаю, 761 плательщика я не могу сказать. Сказала наиболее крупных. Может быть, бюджетных организаций не было, может быть. Я не могу сказать. Нет, ТКС можно подать через личный кабинет по ТКС и, да. Ну, представьте на бумажном носителе. Угу. Да. Ну, забегая вперед, я хочу сказать, что вот введение единого налогового счета, он предусматривает изменения в сервисность изменения в личные кабинеты плательщиков, да, и личный кабинет, он будет приближен к... Ну, то есть в личном кабинете вы будете видеть все то, что видит налоговый инспектор одними глазами, то есть максимально к нашей программе. То есть в личном кабинете, да, то есть, как бы все-таки нужно переходить на это. Не хотят. Но они не хотят, по-старому тогда что? Если они не хотят двигаться вперед. Так, давайте еще вот про уведомление. То есть, да, многие задают вопрос, почему и для чего оно нужно, и что будет, если его не представит. Обязанность предоставлять уведомления кодексом установлена, пока ответственности нет. Но предоставление уведомления – это в интересах самого плательщика, чтобы в дальнейшем, когда вы представите декларацию, вам не были начислены пени. То есть уведомление нужно для того, чтобы деньги поступили в бюджет этот, в те ваши начисления. Так как обязанность по уплате налогов считается исполненной, если на дату ЕНС имеется положительное... То есть если обязанность считается исполненной, когда в карточке отразится начисление и проведется зачет. То есть если нет уведомления, нет начисления. Да? Когда вы не представили уведомление, а сдали потом через квартал декларацию, то у вас начислится пеня с установленных сроков уплаты до даты представления декларации. Вот. Это вот когда считается обязанность исполненной, да? То есть с момента проведения зачета в уплату этого налога. Поэтому давайте вот еще раз я хочу обратить внимание сроки, когда начисления будут отражаться в карточке. Да? То есть вот налоговая декларация отражается со дня ее предоставления, но не ранее срока. То есть если вы, например, представили декларацию позже, да, срок предоставления декларации 25-го, срок уплаты 28-го. Например, вы представляете декларацию 30-м числом, да, когда уже наступил срок, то начисления будут отражены в карточке 30-м числом. Зачет с ЕНП.
Вот, а налог вы заплатили там, неважно, 15 числа, да? Но обязанность совокупная у вас, начисление возникает именно 30-го, в день предоставления уплаты, потому что срок у вас уже прошел для уплаты 28-й. И зачет с ЕНП в уплату этого налога будет проведен именно 30-м числом. И за 2 дня у вас начислится пеня. То есть я это специально хочу обратить внимание, чтобы вы учитывали при предоставлении декларации и уведомлений. То есть вот оно нужно или не нужно, оно все-таки следует... Да, да. Потому что я еще раз повторюсь, что единый налоговый платеж – это не деньги конкретного бюджета, это ваши деньги, это как бы кошелек, вы их вот положили, и потом, когда вы сдаете декларации, они зачетом проходят в уплату этого налога. Мы и будем так делать. Я и говорю, что списание будет проводиться на основании представленных деклараций. Ваша задача – предоставлять декларации вовремя и по уведомлению. Но по декларации будут. Но если мы говорим с вами про НДФЛ, да, я так думаю, что он больше всех вас интересует, что вы же сдаете квартально, вот. А если вы не сдали уведомление, откуда мы знаем, что это в уплату НДФЛ? То есть уведомление... Ну, у вас единый счет, но единый счет образуется, это совокупная обязанность плательщика минус перечисленные деньги по ЕНП. А совокупная обязанность это не возникла, если вы не представили уведомление. Мы сделаем зачет, у вас образуется переплата, и она сразу уйдет в единый налоговый платеж, и вы можете ее использовать для других налогов самостоятельно, без участия. Коллеги, можно чуть-чуть потише? Тяжело на самом деле, тем более, что с места задают вопросы. Чуть потише. Да. Вот это важно все-таки понимать, обратите на это внимание. И у нас еще я хочу заострить внимание на третьей истории по начислению пени. Это когда вы сдали декларацию после 1 января, когда мы перешли на ЕНС, а срок уплаты до 31 декабря, то есть за прошлые периоды. Порядок расчета такой пени, он определен статьей 4 закона 263 ФЗ. Я в пример вывела историю, когда вы сдаете, у вас недоимка на ЕНС, и вы сдаете к начислению, там все понятно, с установленного срока уплаты будет начисляться пени. А вот когда у вас на едином налоговом счете переплата, да, и вы сдаете декларацию к увеличению со сроком уплаты 2022 года, то тогда вот это начисление будет уменьшено на сумму переплаты, которая имеется на 1 января. И начислится пеня со срока установленного уплаты до 1 января. А дальше будет по правилам рассчитываться. То есть в зависимости от того, дальше она с 1 января будет начислена на общую сумму к начислению до даты предоставления декларации, когда вы ее представили, и после этого по установленным правилам. Ну вот пример. Вы про НДФЛ? Нет, в смысле, наступило 1 января, мы живем по-новому. Про НДФЛ и страховым взносом вам докладчик расскажет, потом Нет, все, наступило 1 января, вы представляете по сроку 25-го. Уплачиваете 28-го на единый налоговый счет. Дело в том, что сроки сместились. Сам порядок, он не изменился, там периодичность уплаты, меняется срок. Но вы должны теперь в январе, вы хотите перечислить упрощенку, вы должны, значит, подать уведомление. Да, подать уведомление. Нет, декларация по УСН у вас когда сдается? В марте. Вы ее издаете, декларацию в марте. Вы в январе сдадите уведомление. Потому что вы же платите... по упрощенке квартально?
Нет, мы, во-первых, во-первых, вы в платежном поручении не будете указывать УСН. Ну, вы подали, мы распределим их в УСН. Так, а деньги же ушли уже у УСН. Там же, если там не возникнет переплаты, они там и останутся. Переплата будет уходить в единый налоговый счет только при образовании переплаты. Ой, уплата будет уходить. Да. Если у вас на едином налоговом счете, ну, если единым налоговым платежом вы перечислили достаточное количество денег, то... Ну, значит, у вас образуется недоимка. Значит, то, что есть, мы переведем по общим правилам. Сначала в недоимку с более ранним сроком, потом на текущее начисление. Ну, как я говорила, потом пени, штрафы. Ну, да. Уйти в другой, да, если у вас есть недоимка, да. Угу. Так, давайте я завершу доклад. И вот эта переплата, да, которую я сказала при сдаче уточненных, она единожды будет учитываться. Один раз. Потом, если вы представляете уточненную декларацию к увеличению, то будет на общую сумму начисляться пеня. Давайте я немножко остановлюсь на том, как сформируется единое сальдо на 1 января. То есть каждому плательщику будет открыт единый налоговый счет 1 января. И сальдированный результат по всем вашим карточкам, он в разрезе вида платежа будет перенесен в ЕНС. При этом имеющаяся переплата, если у вас имеется переплата, а где-то недоимка, она будет зачтена. С учетом некоторых особенностей, я позже про это скажу. Таким образом, сальдо по ЕНС, оно будет равно сумме сальдо по всем налогам и взносам, числящихся на 31 декабря. А теперь про особенности. Вот они, нет, здесь. Угу. В сальдо ЕНС на 1 января не будет включена переплата старше 3 лет. Эта переплата, конечно, никуда не денется, она будет в отдельной вкладке, но, тем не менее, она не войдет в сальдо по ЕНС. Да. Почему вопрос такой, что почему 3 года вы не возвращали эту переплату, и вдруг 1 января... Ну, надо конкретно... Но у вас еще есть время урегулировать этот вопрос до 1 января. Коллеги, давайте дадим выступить докладчику. Вопросы будем все после, в микрофон. Так. Кроме того, значит, сальдо ЕНС на 1 января формируется с учетом следующих 2 особенностей. Сумма переплата по налогу на прибыль, зачисляемым в региональный бюджет, будет автоматически, без заявления плательщика, зачтена в счет его будущих платежей по этому налогу. При этом, если на едином налоговом счете будет образовываться отрицательное сальдо, то эта переплата уйдет в отрицательное сальдо. И вторая особенность. Положительное сальдо по налогам, уплачиваемых авансовыми платежами, да, которых срок предоставления декларации наступает после уплаты платежей, напомню, это НДФЛ, страховые взносы, УСН, имущественные налоги, она также будет, не пойдет в сальдо по ЕНС. Сумма переплаты по этим налогам, вернее, в размере переплаты по этим налогам в карточках будут проведены начисления, ну так называемые фиктивные начисления в размере переплаты. Затем, когда вы представите декларацию, то эти начисления будут отсторнированы и разнесется сумма по декларации. Ну и там, если уже будет образовываться переплата, она сразу перейдет на единый налоговый платеж, единый налоговый счет. Вот, ну, про онлайн-доступ я уже тут сказала, да, что это очень удобно, потому что данные состояния ЕНС будут доступны плательщикам. Ну, как бы мы будем видеть эту историю одним глазом. То есть то, что видим мы, то и будете видеть вы. То есть это будет вот происходить точка в точку, как говорится. Данные о состоянии ЕНС будут доступны плательщику в его учетной системе. Вносятся изменения. Добавляется новый инструмент по API. Это механизм, который позволяет взаимодействовать между 2 системами. Это, с одной стороны, система Федеральной налоговой службы, и с другой стороны, это система плательщика. Ну, например, это 1С.
То есть бухгалтер будет получать сведения о состоянии НС и детализированную информацию о распределении ЕНП в онлайн-режиме, в личном кабинете, через ТКС или в своей учетной системе. Эти же 3 способа коммуникации, они доступны для контакта с налоговым органом. Ну, личный прием тоже. Да. Вот так вот примерно вы будете видеть. Через личный кабинет он очень удобный. Можно подать заявление на возврат. Все это делается в 1 клик. Можно уведомления там сформировать платежное поручение, перевести деньги, да, иному лицу, посмотреть детализацию. Ну, рекомендую подключаться. Конечно, это все кратко и поверхностно. Да? С Нового года мы начнем жить по-новому. И вам самое главное, надо свериться с налоговым органом. Сейчас уже направлены через ТКС и личные кабинеты информационные сообщения. Там содержится проект ЕНС с учетом особенностей, которые я говорила. Вы можете многократно по ТКС или через личный кабинет запрашивать информацию о предоставлении вам информационного сообщения, а также можете лично обратиться в налоговый орган. В случае, если вы не согласны с данными сообщения, то есть вам можно запросить выписку операций по конкретному налогу, чтобы разобраться более детально. Ну и необходимо взаимодействовать с налоговым органом по урегулированию этих конфликтных ситуаций, чтобы с 1 января жить проще. Можно вопрос? Коллеги, Есть телефон горячей линии у нас. Вы хотите мой рабочий 25 74 25. Можно вопрос? Ну, давайте, может быть, все-таки все выступим, а потом вопросы, потому что, тут, наверное, может быть, только на по многие вашей вопросы вам и специфике. ответят, а потом мы встанем и ответим. Да, ну хорошо. Тогда, Елена Анатольевна, спасибо огромное. Елена Анатольевна, спасибо большое. Слово предоставляется далее о порядке взыскания налоговой задолженности с 1 января 2023 года. Елена Витальевна Никулина, это начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Сразу скажу номер телефона 21 41 33. 21, микрофон тихо, да? Телефон 21 41 33. И для того, чтобы разговаривать, для того, чтобы потом отвечать на ваши консультации, Микрофон, будьте добры, увеличьте громкость, я орать-то не буду. Да. И для того, чтобы проводить консультации по телефону, для того, чтобы адресно решать ваши вопросы, хотелось бы, чтобы перед тем, как звонить, вы все-таки прочитали базовые позиции федерального закона 263-го. Я не ставлю под сомнение вашу грамотность, вашу компетентность, но, как уже было сказано ранее, действительно меняется очень многое, и прочитав несколько статей, часть вопросов снимается сразу же. Хочу прокомментировать тот вопрос, который был связан с перепиской в 1,5 года с пенсионным фондом. Дело в том, что, вероятно, идет... Меня слышно вот в конце, да? Давай. Вот так будет лучше слышно, да? Прокомментирую тот вопрос, который был связан с перепиской в 1,5 года, когда переплата с пенсионным фондом стала уже невозможной к возврату. Дело в том, что в данном случае, полагаю, речь идет о тех страховых взносах, которые мы приняли от пенсионного фонда. Сейчас слышно или нет? На 1 января 2017 года, потому что те страховые взносы, которые администрируются налоговым органом, уже нет такой длительной переписки, а по тем платежам существовал отдельный специально разработанный регламент, в соответствии с которым у налогового органа нет единоличного полномочия распоряжаться теми платежами, и, безусловно, все происходило в рамках соглашения, утвержденного на федеральном уровне, когда эту переплату мы лишь фиксируем по данным сегодняшнего нашего учета, а само решение возвращать либо не возвращать, оно принимается внебюджетными органами, в том числе органом пенсионного фонда. Сейчас ближе к делу, ближе к единому
налоговому счету. Вот как уже было сказано, нас с вами волнует, конечно же, та переплата, которая образована более 3 лет назад. И мы сейчас вам предлагаем максимально использовать время до налогового года для того, чтобы разобраться с таковой, если она у вас имеется. Многие, наверное, получили те информационные сообщения о сальдо единого налогового счета, которые предполагаются к формированию, и там эту сумму уже увидели. Поэтому в индивидуальном порядке, заявительно, мы готовы разобраться с каждым из вас и понять, есть ли возможное к возврату переплаты. Потому что на практике возникают действительно такие случаи, когда налогоплательщик не был уведомлен с нашей стороны надлежащим образом. И если в ходе совместной нашей с вами сверки, совместного разбирательства мы придем к выводу, что налоговый орган обязанности эту не исполнял, вы не знали о том, что эта переплата у вас имеется, и ей больше 3 лет, она будет возвращена из бюджета. Кроме того, хочу все-таки обратить ваше внимание, хотя это уже прозвучало в докладе у Елены Анатольевны, что вы получаете, я не имею опять-таки в виду конкретно вас, налогоплательщики страны получают бонус. В каком виде? В том, что ведя беспорядочно бухгалтерский учет и имея на конец года переплату, которая там 2 года и 11 месяцев, они получают бонус в виде того, что с 1 января она теряет срок давности, и ее можно будет возвращать бесконечно. Это тоже для таких вот забывак определенных. Что хочу обратить внимание, на что хочу обратить внимание? То есть мы занимаемся сейчас, например, изучаем свою переплату, пишем заявление о возврате, но подавать в конце декабря, там 26-29 не надо, потому что в переходных положениях налогового кодекса написано, что заявления, которые не будут исполнены налоговым органом, а мы понимаем казначейское обслуживание, время на документооборот, до 31 декабря, если таковые решения не принимаются, то эти заявления о зачете, о возврате, они уже исполнению не подлежат. Не подлежат по понятным причинам, потому что просто другие правила наступают в следующем году. Для переходного периода определены некоторые особенности. Это у нас в 263-м федеральном законе для должников. Если уже имеется у организации в конце года требование об уплате задолженности, то новое, которое направляется после 1 января, оно отменяет действие старого ранее направленного, в том случае, если мы не дошли до взыскания за счет денежных средств. Такая же ситуация и с инкассовыми поручениями. То есть если на конец текущего года имеются распоряжения налогового органа о взыскании денежных средств на счетах, то с принятием нового решения о взыскании это решение, оно считается недействительным, и инкассовые поручения, выставленные вот в текущем 22-м и ранее, они подлежат отзыву из банка. С исполнительными документами ситуация другая, они будут продолжать свое действие. То есть то, что находится в службе судебных приставов на исполнении в отношении организации индивидуального предпринимателя, те судебные приказы о взыскании долга с физического лица, его имущественных налогов по заявлениям, которые направлены до конца этого года, они будут исполняться службой судебных приставов, взыскиваемые деньги будут поступать в качестве единого налогового платежа и распределяться далее по уже очередности. У нас на предыдущих встречах с представителями организации возникали такие вопросы. Все-таки еще раз проговорю, что происходит с уточненной налоговой декларацией. То есть когда можно вернуть из бюджета то, что возникает у нас в виде положительного сальдо единого налогового счета в результате представления уточненной декларации к уменьшению. То есть здесь правила, можно сказать, они не поменялись, потому что, как и раньше, сейчас также требуется проведение камеральной налоговой проверки. И та статья закона о едином налоговом счете, которая регулирует те понятия, что же у нас отражается в ЕНС, она как раз и говорит, что отражается у нас сумма со дня вступления в силу решения по камеральной налоговой проверке. После 1 января 2023 года должникам, так же, как и сейчас, будут направляться требования об уплате налога. Будет даваться срок для добровольной уплаты, и составлять он будет так же, как сейчас, не менее 8 дней с даты получения этого требования. Важно отметить, что принципиальным моментом является, что
Исполнением требования об уплате задолженности признается уплата суммы задолженности в размере отрицательного сальда на дату его исполнения. Вот поясню на словах, поясню на пальцах. Наступил Новый год, у нас с вами нет ни долгов, нет ни переплат, сальдо единого налогового счета 0. Представляется следующая, первая в новом году декларация на 100 рублей. Возникает отрицательное сальдо ЕНС на 100 рублей, и мы направляем требования на 100 рублей. Проходит месяц, нет возможности заплатить налог, ничего не происходит, ничего не платится. Представляется новая декларация еще на 100 рублей. Так вот, новое требование не направляется. Мы имеем сальдо единого налогового счета в минус 200 рублей, и вот это требование, которое уже раньше пришло, сейчас нужно исполнять в сумме остатка отрицательного ЕНС, а именно в 200 рублей. Таким образом, вот платежная дисциплина, она в следующем году должна быть, ну, скажем так, более ответственной, и следить необходимо за теми сроками уплаты и начислений, которые происходят. По истечении срока для добровольной уплаты по требованию будет приниматься решение о взыскании за счет денежных средств. Нюанс заключается в чем? Как вы уже поняли, что платежный документ вами оформляется один, а налоговым органом в целях взыскания выставляется один платежный документ также. И происходит это путем размещения в реестре решений о взыскании соответствующего решения в отношении данного должника, а также поручений банку для исполнения о взыскании суммы долга. Такая же есть оговорка в 46 статье, вернее, не оговорка, это новая норма. Она говорит о том, что взыскание долга со счетов прекращает действие решения. Оно прекращает действие с момента формирования положительного сальда либо нулевого. То есть такая же история. Чем больше накапливается долг, тем в большем объеме необходимо будет его оплачивать, тем в большем объеме будет формироваться этот реестр решений, то есть порядок будет этот утвержден. Это новая веха взаимодействия с банком, у банков тоже возникают вопросы, но все это будет у нас автоматизировано с обеих сторон, и в реестре решений о взыскании мы будем размещать эту информацию о сумме, подлежащей взысканию, и также будет информация об увеличении суммы того платежного документа о взыскании, который должен исполнять банк. То есть мы не будем менять дату документа, будет меняться только лишь сумма, которая должна быть бесспорно списана банком со счетов. При этом очередность взыскания, она также не меняется. Это не придумки, это прописано все в Налоговом кодексе. Также при работе по взысканию за счет денежных средств остается право налогового органа о приостановлении операций по счетам. Есть дополнительный такой момент. Вот на сегодняшний день мы знаем, что, имея ограничения по банковскому счету в виде приостановления, банк не вправе открывать организации, индивидуальному предпринимателю новые счета. Это ограничение в следующем году снимается. То есть открыть новый счет-то можно. Но на этот новый счет могут денежные средства приходить, могут они поступать, однако расходные операции по нему будут приостановлены точно так же, как и по всем ранее открытым счетам. То есть распоряжаться им можно будет только либо в уплату налоговых платежей, либо в уплату тех платежей, которые по своей очередности предшествуют налогам, как вот и ранее. Из положительного момента то, что ускоряется снятие ограничений с банковских счетов после уплаты долга. То есть банк возобновит расходные операции не позднее 1 дня после того, как в этом реестре решения о взыскании, о котором я сказала раньше, будет указано о том, что долга нет. Немного еще повторюсь, возможно, с Еленой Анатольевной, может быть, нет. Это как распорядиться переплатой в новых условиях. Статья это будет 78-я Налогового кодекса. И помимо исполнения обязанности другого лица, что становится проще, также можно переплату свою направить в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, в счет исполнения решения налоговых органов. Какие еще интересные моменты? Это в том случае, если положительное сальдо на ИНС отсутствует
вернее, это не положительное, это стандартное, да, то есть если положительное сальдо на ЕНС отсутствует, будет вынесено сообщение об отказе в исполнении заявления, но если суммы просто недостаточно, то заявление будет исполняться в пределах той суммы, будет проведен частичный зачет в размере положительного сальдо на ЕНС. Процедура ускоряется значительно, то есть поручение о зачете, оно будет формироваться, отправляться в федеральное казначейство в течение, без казначейства, это поручение будет формироваться в 1 день от заявления. И есть еще новая норма, когда налогоплательщик вправе подать заявление об отмене полностью или частично зачета, который осуществлен в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога. То есть вы написали, потом передумали, это можно отменить. Возможно так сделать до наступления срока возникновения этой обязанности. 79-я статья Налогового кодекса. Если раньше это было необоснованное взыскание, сейчас эта статья у нас переписана, она регулирует вопросы, связанные с возвратом. По заявлению налогоплательщика форма будет унифицированная для этого заявления для возврата. Положительное сальдо возвращается на счет, сальдо по ЕНС. Также можно возвратить излишне уплаченные суммы НДФЛ, НДД, сборы за пользование объектом животного мира и пользование биоресурсами. Кроме того, основанием для возврата является принятое налоговым органом решение о возмещении НДС, акциза, либо решение о предоставлении налогового вычета. То есть, как и при зачете, здесь основанием для отказа может быть лишь только отсутствие этого положительного сальда, но и второй момент, если нет счета, куда это надо возвращать. Больше никаких причин для отказа в возврате положительного сальда по ИНС их нет. 1 день для возврата. Сегодня заявление, завтра деньги. Кроме того, значительно сокращен тот срок, по истечении которого, в том случае, если мы, налоговый орган, нарушим ваши права, будут возвращаться проценты из бюджета. То есть если в течение 10 дней, по истечении 10 дней после вашего заявления возврат не произошел, начинают исчисляться проценты из бюджета за каждый календарный день. В завершении доклада я бы хотела обратить ваше внимание на такой момент, что наверняка многие из вас, здесь присутствующих, имеют объекты собственности, личные, да, уплачивают налоги имущественные, осуществляют предпринимательскую деятельность. То есть этот вопрос затрагивает вас, единый налоговый счет, не только как должностных лиц организации, а также еще и лично. И хотела обратить внимание несколько слов о той процедуре, которая связана с взысканием долга от физического лица. Правила тоже меняются, и у службы есть возможность разделения потоков, и для индивидуального предпринимателя взыскание оставлять в том бесспорном порядке, который прописан в 46-й статье Налогового кодекса, и оставить, выделить в отдельный поток тот долг, который идет у гражданина, я по-старому говорю, да, у гражданина как физического лица, потому что здесь происходит взыскание путем направления заявления в судебные мировым судьям для получения исполнительных документов, для получения судебного приказа. Просто сама читала в интернете недостоверную информацию, говорящую о том, что после Нового года с физических лиц налоговые органы начнут взыскивать беспорядочно, хаотично и что попало. Это неправда. То есть с физического лица взыскание будет проходить его имущественных налогов при наличии документа суда. Только с небольшой особенностью. Если раньше требовалось именно этот исполнительный документ отправить в банк, сейчас эта процедура, она исключается, и о полученном судебном приказе размещается информация в реестре решений. То есть бесспорного взыскания, беспрекословного его как не было, так и нет. Готова ответить на вопросы по теме своего выступления. Либо, если пока вот вопросов нет, давайте перейдем к волнующей вас теме другой. Елена Витальевна, спасибо большое. Но сейчас я передаю слово начальнику отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы. Это Андрей Анатольевич Бабик. Пожалуйста, повторяю, сейчас начнется, наверное, опять очень много вопросов. Давайте все-таки в микрофон. Поднимите руку, мы к вам подойдем с микрофоном, хорошо? Спасибо.
Добрый день. Добрый день, уважаемые участники данного мероприятия. Я хочу для начала присоединиться к поздравлениям и отметить, что, учитывая количество собравшихся, мы все довольно-таки ответственно относимся к нашей работе. Вот. Но речь пойдет об основных изменениях в части исчисления и уплаты НДФЛ. Все нюансы, наверное, в рамках регламента сегодняшнего не получится озвучить, но вот по основным моментам я постараюсь эти начала до вас донести. Необходимость изменений, почему такая возникла по внесению изменений в налоговый кодекс? Этому предшествовали два основных решения, которые были приняты на федеральном уровне. Это, во-первых, объединение фонда пенсионного фонда и фонда социального страхования. И второй – это уже переход на внедрение единого налогового счета все-таки. Поменяется, да, у нас поменяются по НДФЛ сроки удержания, у нас изменятся сроки представления отчетности. К примеру, уплату нужно будет производить реже, то есть уже не в течение месяца, там, в зависимости от даты получения дохода, а непосредственно уплата должна будет производиться один раз в месяц. Те нормативные документы, которые были приняты в вашей организации, тот трудовой распорядок, коллективные договоры и трудовые договоры, в них изменения не вносятся, вы по-прежнему выплачиваете заработную плату в те сроки, которые у вас были ранее установлены. Правила бухучета и проводки, в данные правила законом 263 ФЗ изменения также не вносились, то есть как они раньше проводились, так и должны будут проводиться. Итак, подробнее о новых сроках по налогу на доходы физлиц. С 1 января 2023 года НДФЛ нужно будет перечислять не позднее 28 числа текущего месяца с учетом переноса на выходные и праздничные дни. Такие изменения были внесены в статью 226 Налогового кодекса. Это значит, что в этот день на ЕНС в этот день на ЕНС плательщика должно быть достаточно денег, чтобы закрыть обязательства по НДФЛ. Следует отметить, что дата поступления денег на ЕНС не имеет значения. Вы можете платить раньше. Это связано с тем, что в новой редакции кодекса отменяется пункт 9 статьи 226, которым говорилось, что уплата НДФЛ организации за своих работников за счет организации не допускается. Данный пункт отменен, поэтому раньше, то, что вот вопрос возникал раньше, платить можно. Главное, чтобы на дату, вот на 28 число, соответствующая сумма была. И еще одна особенность, что 28 числа будет производиться списание не только по НДФЛ, а по всем обязательствам. Поэтому это тоже нужно учитывать. Распределяться, как было озвучено, уже будет пропорционально начисленным суммам. И нужно понимать, что совокупная обязанность сумма в размере совокупной обязанности должна быть на эту дату на вашем едином счете. Срок уплаты будет самое вот важное, да, почему возникают у всех вопросы. Срок уплаты НДФЛ будет зависеть от того, когда его удержали. Списывать налог со счета будут в даты, указанные в новой редакции пункта 6 статьи 226. Это по общему правилу. Если налог удержан с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, вот те даты, которые на слайде приведены, то списание производится 28 числа текущего месяца. Особенные сроки установлены для периодов только для января и для декабря. То есть вот в конце года с 23 по 31 декабря есть свой срок, в последний рабочий день уплачивается, и для периода, то, что вот сейчас актуально будет, для периода с 1 января по 22 января срок списания будет 30 января. 30 января это с учетом того, что 28 с учетом выходных перенеслось на 30. Сразу хочу оговориться о том, что вот эти вот периоды, которые приведены на слайде,
с 23 по 22 текущего месяца. Это актуально для НДФЛ, а для страховых взносов таких изменений не вносилось. В страховых взносов в текущей редакции кодекса звучит, что сумма взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц. Это пункт 3 статьи 431. То есть ранее страховые взносы платили за календарный месяц 15 числа, теперь срок уплаты будет не позднее 28 числа. Такие изменения также внесены. Ну, это немножко в другую тему, но вопросы все равно возникают. И вот обратите внимание на первый абзац на слайде, тоже, чтобы отсечь сразу основную массу вопросов. Привел это на слайде, что НДФЛ, удержанный в последний рабочий день 2022 года, нужно будет платить по старым правилам, не позднее первого рабочего дня 2023 года или в тот же день. Такой подход, мы считаем, наиболее удобный вот в этот переходный период. Он позволит закрыть 2022 год и, как говорится, по нулям сдать по нему идеальную отчетность и встретить 2023 год без каких-либо переходящих остатков. А если выплатить зарплату за декабрь в начале января 2023 года, соответственно, как я уже говорил, главным будет являться дата удержания, вы будете удерживать в эту дату, и в этом случае уплату налога можно будет произвести до 30 января 2023 года. Вот я привел разъяснений на сегодняшний день очень мало, потому что это буквально вот сейчас вот эти новшества вводятся. Тоже не хотелось бы высказывать свою позицию, которая, возможно, будет в будущем изложена Минфином по-другому, но вот письма, которые есть по НДФЛ, они довольно-таки подробные, даже с примерами. Я их привел на слайде. Пожалуйста, пользуйтесь этими разъяснениями. Итак, как узнать дату удержания НДФЛ? Как мы уже сказали, дата уплаты зависит от даты удержания, а дата удержания, в свою очередь, зависит от даты фактического получения дохода. И здесь следует отметить два основных изменения, которые хотелось бы, чтобы вы все посмотрели, кому это важно. Первое изменение касается того, что исключается из 223 статьи пункт 2, в котором ранее было прописано, что фактическая дата получения дохода в виде зарплаты – это последний день месяца, за который начислен заработок. Это означало, что удержать НДФЛ нужно было только при окончательном расчете за месяц. Теперь этот пункт полностью исключается, и даже с аванса, который будет по зарплате выплачиваться, тоже нужно будет удерживать. Еще раз обращаю внимание, что удерживать – это не значит перечислять. Перечислять нужно будет один раз в месяц, а удерживать вот в те сроки, которые установлены вашими внутренними документами. Также изменениями в кодекс исключаются полностью пункт 2 223 статьи. В нем второй абзац, во втором абзаце приводились особенности определения даты получения дохода для выплат при прекращении трудовых отношений до истечения календарного месяца. Ранее был последний день работы, а так как этот пункт исключен, соответственно, данная оговорка тоже не будет действовать. И существенные изменения тоже, которые коснутся, наверное, каждого, это то, что из пункта 6 статьи 226 исключаются особые сроки для перечисления по выплатам в виде отпускных и больничных. То есть они будут также удерживаться, подлежат удержанию в дату выплаты. В остальном правила остаются прежними. Итак, чтобы избежать путаницы, вот на слайде приведено, перечислим, что по зарплате, по авансу по зарплате, по больничному пособию, по отпускным датой удержания будет являться день выплаты. А, например, для командировочных правила остались прежними, и удержание следует производить в последний день месяца, в котором утвержден авансовый расчет. Если доход сотруднику, к примеру, был выдан в натуральной форме, то НДФЛ нужно удержать из его следующих денежных доходов. Например, 9 января 2023 года работодатель подарил сотруднику новогодний подарок. Удержать налог нужно будет при следующей денежной выплате, с которой удерживается налог. Это, наверное, скорее всего, это будет аванс, выплаченный, к примеру, 25 января. То есть 25 – это после 22 января. Это значит, что
Уплачен налог должен будет уже 28 февраля. Как сообщить налоговой сумму НДФЛ? Еще одна новая обязанность налоговых агентов – подавать в инспекции налоговые уведомления об исчисленных суммах налогов. С его помощью налоговая сможет понять, на какие направления, какие суммы со счета вы хотите направить. В одно уведомление можно включить сразу все налоги, которые нужно выплатить до 28 числа соответствующего месяца. То есть подавать отдельные уведомления на НДФЛ, на страховые взносы, на упрощенную систему и прочие налоги не нужно. Все можно включить в один документ. Форма уведомления в связи с тем, что проводился пилотный проект, была утверждена приказом от 2 марта 2022 года. Но также находится в разработке проект изменений. Мы предполагаем, что изменения будут несущественные. Ну, вот на слайде приведено, как на сегодняшний день это выглядит. Порядок заполнения также утвердят вот этим вот новым приказом, который сейчас у нас в рассмотрении находится. Обратите внимание, что для организации какая особенность? Заполняется поле КПП. В верхнем поле КПП заполняется КПП организации головной, если у вас есть обособленные подразделения и вы платите НДФЛ, или, к примеру, даже страховые взносы, да, некоторые платят тоже по каждой обособке, вот, то в нижнем поле КПП указывается КПП обособленного подразделения. Таким образом, налоговые органы, ну и вы сами будете понимать, куда эти деньги уплачены. Срок сдачи уведомления не позднее 25 числа месяца, в котором должен быть уплачен налог. В случае с НДФЛ срок зависит от даты удержания налога, и мы составили вот такую табличку, чтобы удобнее вам было. Срок данный тоже переносится с учетом выходных и праздничных дней. Почему нужно представить уведомление? Потому что как будет у нас проводиться зачет? В январе вы сдаете уведомление, в феврале сдаете уведомление, в марте опять уведомление, потом вы сдаете расчет по форме 6 НДФЛ, и те суммы и сроки, которые вы указывали в уведомлениях, они будут пересчитываться с учетом сданного вами расчета 6 НДФЛ. Также вы можете, если в первый раз вы, допустим, ошиблись при составлении уведомления в январе, что-то не так заполнили, вы можете за январь сдать новое уведомление. Оно, в принципе, не предусмотрено, его корректировка. Оно ляжет взамен ранее представленного уведомления. Вот, поэтому, если вы не будете сдавать, вот проигнорируете эту обязанность по представлению уведомления, то, соответственно, у вас по итогам квартала сядет расчет, и мы не увидим, что по исчисленным в расчете суммам производился зачет. Если зачет не производился, соответственно, начиная с января, если вы не сдали за январь, будет производиться начисление пени. Поэтому для всех важно, я так понимаю, сдать уведомление в срок. Поэтому, пожалуйста, вот первая, наверное, веха, с которой мы с вами столкнемся по новому порядку, это первый срок сдачи уведомления. Это важно для налоговых органов, это важно для плательщиков во избежание излишних увеличения налоговых обязательств. Это важно и для бюджетов, потому что в бюджет также будут распределяться деньги, исходя из тех уведомлений, которые будут представлены уже начиная с января. Заранее можно, да, если вы далее не будете. Но, пожалуйста, не надо сдавать по 30 штук этих уведомлений. Вот. Ну, во избежание того, что мы будем переходить все-таки на новый порядок, вам лучше все-таки определиться, какие выплаты вы будете производить в этот период. Если вы вдруг захотите выплатить премию или подарок какой-то до 25 января, еще один, да, про который забыли, то возможны технические сложности, поэтому лучше не позднее 25 числа, но ближе к этим датам вы можете попробовать, конечно, да. Также законом 263 ФЗ вносятся изменения в сроки представления расчета 6 НДФЛ. Указанные в статье
указанные в статье 230 Налогового кодекса. Поэтому статью 230 тоже надо будет в новой редакции посмотреть. Там указаны сроки. Расчет будет представляться по новым правилам не позднее 25 числа месяца, следующего за соответствующим периодом, за год не позднее 25 февраля. Да, за 22 год нужно будет сдать расчет 6 НДФЛ не позднее 25 февраля 2023 года. Таким образом, это прописано в законе 263 ФЗ. При этом в расчете подлежат отражению суммы, удержанные с 1 января по 22 число месяца, предшествующего месяца представления расчета. То есть в расчете, который вы будете сдавать в апреле, будут отражаться суммы, удержанные с 1 января по 22 марта. Далее уже будет опять, так как у нас 6 НДФЛ представляется нарастающим итогом, уже не с 23 числа, да, будет, а также с 1 января там, по 22 июня, ну и так далее. Какие еще изменения внесены в форму 6 НДФЛ? Приказ ФНС от 29 сентября 2022 года, он опубликован буквально недавно, поэтому пока что еще комментариев по нему очень мало. Этот приказ ЕД-7-11/881. В нем внесены изменения. Они учитывают вот эти вот новшества по переходу на единый налоговый счет. Вот, и в нем появляются вот эти вот новые строки взамен ранее действовавших, появляются новые строки с 21 по 24, 24 при этом заполняется только по итогам года, но я думаю, что в порядке заполнения там довольно-таки подробно все это расписано. Хотелось бы, чтобы все, прежде чем составлять расчет, в этот порядок зашли, посмотрели. Там также прописано, что 20-я строка — это не просто строка, это сумма строк с 21 по 24. И несколько примеров еще приведу. Эти примеры, они тоже уже опубликованы на федеральном уровне, вот в тех письмах, которые я приводил. Так, первый пример — это когда сотруднику организации зарплата за декабрь 2022 года и оплата отпуска за январь выплачиваются 10 января. Указанные доходы уже, что вот важно, да, указанные доходы относятся к налоговому периоду 2023 года. Дата получения доходов с учетом новых положений статьи 223 будет 10 января 2023 года. Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ с указанных доходов с учетом пункта 6 статьи 226 будет установлен не позднее 30 января 2023 года. Поэтому данные доходы и НДФЛ по ним подлежат отражению в разделах 1 и 2 расчета 6 НДФЛ уже за первый квартал 2023 года. То есть зарплата за декабрь, отпуск за январь, которые выплачены в начале января 2023 года, будут отражаться в расчете 6 НДФЛ за первый квартал 2023 года. Точно так же они будут отражаться в справке 2 НДФЛ уже за 2023 год. Вот эти вот разъяснения, они приведены в письме ФНС, которое было на слайде. Если надо, я еще раз этот номер письма скажу. При этом указанные доходы не отражаются в расчете 6 НДФЛ за 2022 год. Почему я и обращал внимание, что наиболее оптимальным решением является выплата зарплаты в конце 2022 года. Андрей Анатольевич, может, примеры мы рассмотрим сами в презентации, потому что презентации мне разрешили разместить у нас на сайте, который можно будет потом скачать. Может, вопросы какие-то появились, потому что мы из графика очень сильно выбились. Олесь, подай, пожалуйста, микрофон, совсем не слышно. Плохо слышно вас. Сотрудник 30 декабря решил уволиться. Пенсионер без отработки. Я ему обязана выплатить расчет НДФЛ. Я как 29-го должна подать? Предугадать, что сотруднику в голову стукнет? Та просьба, которую я привел, это просьба. Вот если вы можете, если у вас есть возможность выплатить зарплату только за декабрь, и вот те выплаты, которые в декабре производятся только в январе, окончательный расчет, то, пожалуйста,
поняли? Он увольняется, я обязана, я не могу предусмотреть. Человек 30 декабря Да, принесет есть такие заявление на случаи, увольнение. да. И что я должна делать? 29-го я не смогу. это Если подать. вы выплачиваете в январе, то вы указываете... Если вы выплачиваете в 2022 году, то у вас все по старым правилам идет. Последний рабочий день это. Если у вас другой последний рабочий день, пожалуйста. Давайте до следующего года, пока подождем, нам бы за первый квартал сначала принять отчетность. Коллеги, я так понимаю, вопросов больше нет? Спасибо. Сейчас. Подождите, Андрей Анатольевич. Видите, кто-то даже поднял руку. Давайте для начала уточним. Уведомления мы будем формировать в СБИСе или в личном кабинете налогоплательщика? Или там и там? Ну, можно Елена как. Анатольевна, Елена Анатольевна, уведомления в СБИСе или в личном кабинете тоже можно. Можно через личный кабинет, да. Я поняла, нам вдвоем. Когда вы сдали уведомление один раз, и вы хотите представить, вы понимаете, что вы не можете их несколько раз сдавать, да? То есть, сдавая по следующим уведомлениям, если вы уже один раз сдали, сумма будет отражена по вторичному. То есть аннулируется первое уведомление и отразится второе. Если вы ошиблись в сумме и не ошиблись в реквизитах ИНН, КПП, АКТМО, ошиблись только в сумме, то вам достаточно указать правильно, то есть вы указали правильные реквизиты, вы указываете новую сумму, будет stornирована старая сумма, отражена новая. Если вы вдруг ошиблись там в КПП, да, то тогда вам нужно по неправильным реквизитам, по неправильному КПП обнулить сумму, представить уведомление на 0 с неправильным КПП и подать новое уведомление с правильным КПП на новую сумму. А смотрите, а КБК мы там будем заполнять в уведомлении? КБК, да, КБК, потому что учет в налоговом органе, я как говорила, есть общая сальдо по ИНС, но во всех декларациях вы используете КБК, да, потому что мы еще ведем отдельные карточки. Смотрите, КБК получается по единому налоговому платежу у нас известно, да, платежное Нет, поручение, я КБК пока не знаю, 107Н носится, вернее, это должны быть утверждены приказом Минфином, они еще не утверждены. У нас сейчас есть для пилотников КБК, но вдруг он изменится, поэтому я его на слайде там не привожу. Нужно будет следить за изменением, но мы всех известим, потому что это тоже будет проведена массовая работа по доведению реквизитов до налогоплательщиков. Не переживайте. То есть по уведомлению КБК нам доведут, да, какое надо будет указывать? Нет, это мы говорим про уплату ЕНП. В уведомлениях вы и так знаете, НДФЛ он у нас не меняется, КБК. Так, подождите, нам же сказали, что уведомление мы подаем один раз, можно сказать, да? Вот, допустим, 25 февраля я должна буду подать уведомление по НДФЛ, ну, в смысле... Да, вы укажете КБК, и НДФЛ. страховых взносов. Какое КБК я тогда должна там КБК, указать? НДФЛ и КБК страховых взносов. Значит, будут несколько уведомлений? Нет, оно многострочное. То есть вот на примере это приведено 6 строчек, а вот заполняя уведомления, они будут строчки добавляться. У нас РЖД, да, вы можете представить, это РЖД, у них сколько КПП, а они представляют одно уведомление. Ну, оно, правда, очень большое, но... Одно уведомление по всем КБК, по всем КПП, да, по всем АКТМО, то есть хоть миллион. Все, Елена Анатольевна, спасибо большое за дополнение. Мы уже выбились из графика. Андрей Анатольевич, спасибо. Коллеги, чуть-чуть ускоримся. Среди нас присутствуют такие субъекты, у которых до сих пор нет электронной подписи. Поэтому сейчас слово предоставляю начальнику отдела информационной безопасности Управления налоговой службы Владимир Сергеевич Прохачев. Добрый день, уважаемая аудитория. Что касаемо порядка получения электронной подписи.
хотелось бы напомнить, что в рамках федерального закона 476 от 27 декабря 2019 года внесены изменения в 63-й закон о порядке получения электронной подписи. И так с января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной сертифицированной электронной подписи для юридических лиц, то есть лиц, имеющих право действовать без доверенности, также индивидуальных предпринимателей и адвокатов, нотариусов. При этом есть ряд исключений. Это кредитные организации, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации, они получают электронную подпись в Центральном банке Российской Федерации. Должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, то есть бюджетные организации, получают электронную подпись в удостоверяющем центре Федерального казначейства. Физические лица, то есть лица, действующие от имени юридического лица по доверенности, в том числе самозанятые, получают электронную подпись в коммерческом удостоверяющем центре. Так, переключу, да. Услуга по выдаче электронной подписи предоставляется почти в любом налоговом органе в регионах Российской Федерации. Перечень подразделений в регионах выложен на сайте ФНС России. Также вот представлен QR-код. Если перейти по нему, то можно попасть в соответствующий подраздел сайта Федеральной налоговой службы и узнать о местах выдачи электронной подписи. Также в соответствии с федеральным законом 63 об электронной подписи определены доверенные лица УЦ ФНС России. В указанную организацию можно также обратиться за получением электронной подписи. До недавнего времени это было 3 организации: ПАО «Сбербанк», аналитический центр и ПАО «Банк ВТБ». С 30 сентября 2022 года в список доверенных лиц также попали еще 4 организации. Это АО «Единая электронная торговая площадка» Росэлторг, Тинькофф Банк, Электронная Москва и ПАО «Промсвязьбанк». В итоге список доверенных лиц в настоящее время увеличился до 7 организаций. Перейдя вот по ссылочке, да, также можно узнать о местах выдачи электронной подписи у доверенных лиц. Это сделано для чего? Для того, что, как показала практика, в муниципальных районах есть случаи, когда нелегко добраться до налоговых органов, и достаточно удобно обратиться к доверенным лицам, тот же самый филиал Сбербанка, например. Чтобы получить электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС России, заявителям необходимо предварительно записаться в отделение налоговой. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика или посетить лично. Выпуск электронной подписи осуществляется на бесплатной, безвозмездной основе. Для этого необходимо предоставить сертифицированный носитель ключевой информации в формате USB тип А, это может быть RUTOKEN S, RUTOKEN ECP 2.0, RUTOKEN Lite, ну, а также Джакарта и другие сертифицированные средства, которые удовлетворяют требованиям соответствующим. Приобрести такие носители можно у производителей, в специализированных интернет-магазинах, также на торговых площадках операторов электронного документооборота, а также у доверенных лиц удостоверяющих центров. В настоящее время для удобства налогоплательщиков в точках выдачи, то есть в налоговых органах, которые осуществляют выдачу электронной подписи, установлены вендинговые аппараты по возможности приобретения данных ключевых носителей. Также хотелось бы отметить, что можно использовать и ранее у вас использованные электронные носители, то есть есть те налогоплательщики, которые используют несколько электронных подписей, и чтобы не приобретать дополнительно носитель, можно записать на имеющийся носитель. В настоящее время позволяет записать до 30 экземпляров сертификатов электронных носителей. Так, для получения электронной подписи заявитель должен предоставить заявление на выпуск электронной подписи. Заявление формируется в точке выдачи оператором, соответственно, сам налогоплательщик далее проверяет форму заявления. Все сведения подтягиваются из государственных информационных ресурсов,
Вам достаточно предоставить в настоящее время паспорт, удостоверяющий личность, а также сертифицированный носитель. Сведения о ИНН и СНИЛС можно будет достать из государственных информационных ресурсов. Стоит отметить, что для первичного получения электронной подписи необходимо личное посещение руководителем организации либо индивидуальным предпринимателем точку выдачи. В дальнейшем предусмотрен перевыпуск электронной подписи самостоятельно через сервис и личный кабинет. Об этом немножечко позже. Удостоверяющий центр ФНС России осуществляет выпуск электронной подписи, которую можно использовать для подачи отчетности в государственный орган, использовать на электронных площадках и сервисах, осуществлять юридически значимый документооборот. Также на слайде представлены популярные сервисы ФНС России для работы с электронной подписью, на которые можно перейти с использованием QR-кода. Это сервисы, например, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ФНС России, сервис самостоятельной регистрации в системе сдачи налоговой отчетности, сервис визуализации электронных документов, сервис машиночитаемых доверенностей и сервисы личного кабинета юридического лица и индивидуального предпринимателя. Что хотелось бы отметить, с 17 октября 2022 года ФНС России сообщила о реализации функционала в интернет-сервисах «Личный кабинет», перевыпуска сертификата в удостоверяющем центре России без личной явки в налоговый орган. Для продления срока действия сертификата необходимо зайти в личный кабинет по действующей электронной подписи, выбрать сервис «Перевыпустить сертификат электронной подписи», подписать заявление на выпуск нового сертификата вашим действующим сертификатом. После проверки заявления на перевыпуск сертификата в личном кабинете необходимо будет подписать и направить запрос на изготовление нового сертификата. Когда пройдет процедура проверки, если результат будет удачным, вы можете записать новый сертификат на имеющий уже у вас носителя. Для удобства у нас в социальной сети есть группа, которая называется «Налоги сегодня». Мы сделали пошаговую инструкцию для возможности ознакомления, как перевыпустить сертификат через личный кабинет. Указали все шаги, можете зайти, ознакомиться, достаточно легко получается. Там сведения об организациях вымышленные, изменены, поэтому сделали специально с картиночкой. Что касаемо машиночитаемой доверенности, хотелось донести тоже информацию, то эксперимент ФНС России по обмену МЧД, так называемой машиночитаемой доверенности, переносится в настоящее время на 31 августа 2023 года. Изначально он у нас должен был запуститься 31 декабря 2022 года. И до этого периода, до 31 года, до 31 августа устанавливается переходный период. На сайте mchd.налог.gov.ru, это получается последний QR-код, есть уже сейчас возможность сгенерировать машиночитаемую доверенность. Я лично попробовал на этой неделе, зашел, как от лица руководителя организации сделал доверенность. То есть ее можно сделать, например, на бухгалтера, и в дальнейшем бухгалтер уже может сдавать отчетность, имея данную машиночитаемую доверенность. На данном сервисе также есть возможность загрузить эту доверенность в налоговую систему. И в дальнейшем уже, когда бухгалтер будет сдавать отчетность, уже будет видно то, что он действует от лица руководителя по доверенности. Чтобы настроить ваш компьютер для работы с электронной подписью, на самом деле сейчас на сайте ФНС предоставлено очень много возможностей. То есть, когда вы заходите в личный кабинет с помощью электронной подписи, есть возможность проверить возможность вашего компьютера. Если что-то не хватает, система вам об этом известит, выдаст сообщение, и, соответственно, будет возможность доустановить. Также у доверенных лиц сейчас есть свои, например, программные обеспечения, позволяющие достаточно просто проверить свою систему и доустановить возможные компоненты. Тут на слайде я предоставил программное обеспечение, мастер установки электронной подписи.
Здесь есть возможность полной и выборочной установки компонентов. Владимир Сергеевич, я вынуждена вас чуть-чуть остановить уже, потому что мы совсем не укладываемся по времени. Всё, я постараюсь тогда все уже заканчивать. Тогда. Достаточно удобное программное обеспечение, которое вам облегчит возможность настройки. Ну и консультацию по вопросам получения электронной подписи или перевыпуска можно всегда получить в Управлении Федеральной налоговой службы по номеру телефона 24 10 46. Там всегда мы проконсультируем. По вопросам технического сопровождения можно в контактном центре ФНС России, это 8 800 7 двоек. Ну а также 24 10 46. А также подробную информацию всегда можно получить на сайте ФНС России. Там в разделе «Удостоверяющий центр» есть достаточно удобный раздел «Вопросы и ответы», часто задаваемые вопросы. То есть можете ознакомиться и получить уже ответы там. Спасибо за внимание. К сожалению, нет. Электронная подпись на руководителя выдается только одна. Понятное дело, есть такие ситуации, когда в двух филиалах необходимо работать с электронной подписью, поэтому и предусмотрена в дальнейшем машиночитаемая доверенность. Да. Пожалуйста. Владимир Сергеевич, спасибо большое за выступление. Я думаю, по номеру телефона, который он сказал, 24 10 46, да, я правильно записала, вы можете задать конкретные вопросы. И, коллеги, напоследок я оставила самый животрепещущий вопрос по поводу обработки персональных данных. В сентябре у нас вступили изменения, которые касаются абсолютно всех субъектов. Поэтому я предоставляю слово Ларисе Георгиевне Здор, начальнику отдела по защите прав субъектов персональных данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я понимаю, что вы сильно устали. Я постараюсь не очень сильно вас загружать, поскольку уже и так довольно сильно вас загрузили. Мы сегодня с вами проговорим о существенных изменениях, которые касаются непосредственно организации операторов, которые осуществляют обработку персональных данных в связи с изменением законодательства, вступивших в законную силу с 1 сентября 2022 года. Не буду останавливаться на изменениях, которые будут у нас вступать в законную силу с 1 марта 2023 года. Я кратенько буквально скажу о них, совсем кратко. Если будет необходимость, то уже в личной консультации вы сможете получить информацию. Так. Первонаперво хотелось бы остановиться на таком пункте, существенном пункте, который закреплен в 266 федеральным законом, 152 федеральный закон. То есть на сегодняшний день, если ранее, чтобы вы понимали, о чем речь, потому что я предполагаю так, что не все сталкивались с данной ситуацией. Если на предыдущий период требования законодательства действовали в отношении российских операторов, непосредственно, которые действуют на территории Российской Федерации, то теперь законодательство определяет требования законодательства о персональных данных, и оно распределяется и на иностранных операторов. Я в дальнейшем, эта часть, в основном, что будет касаться иностранных операторов, она в основе своей заложена в 12 статье 152 федерального закона и в основном будет вступать в законную силу с 1 марта 2023 года. Это касается трансграничной передачи. Во всех остальных отношениях действует законодательство уже с 1 сентября этого года. Поэтому это существенное изменение, оно касается организаций, которые непосредственно осуществляют взаимодействие с операторами, являющимися иностранными. И при выработке взаимодействия нужно учитывать, что на сегодняшний день сущность такова, что у нас граждане Российской Федерации очень сильно страдают при обмене информацией с иностранными операторами, и мы ранее не могли привлечь оператора за неверную, скажем так, за несоблюдение нашего законодательства. Но все прекрасно понимаете, да, что есть коллизия законодательства, наше с зарубежным законодательством не всегда сходится, и есть страны, которые обеспечивают неадекватную защиту персональных данных. Поэтому внесены такие существенные изменения. Но это если кого-то касается. Далее зафиксированы изменения в 6 части 152 федерального закона. Кратенько скажу, 6 статья
152 федерального закона гласит у нас о согласии на обработку персональных данных. Каким образом и в каких случаях может обрабатываться персональные данные с согласием и в каких случаях без согласия. Так вот, в пункте 5 внесены существенные изменения в части обработки персональных данных по несовершеннолетним и в части навязывания операторам, физическому лицу либо юридическому лицу дополнительных опций, которые не предусмотрены действующим договором. Ну, такой пример приведем. Да? Допустим, вы заключаете договор с физическим лицом на предоставление тех или иных услуг и вменяете ему в этом же договоре, беря с него согласие, что вы ему будете предоставлять рекламный продукт, ну, в ваших интересах, не в интересах гражданина. Так вот, пункт 5 конкретно определяет, что вот данная деятельность, она запрещена. Данная норма также закреплена и в 9 статье. 9 статья у нас гласит о том, что должна быть определенная форма согласия. Согласие дается добровольно, вот, но тем не менее и в своих интересах. Тем не менее, вот на сегодняшний день были операторы, которые у нас использовали свое преимущественное право при заключении договорных отношений и навязывали дополнительную информацию. Кроме всего прочего, при обработке персональных данных не учитывался порядок обработки, срок обработки тех персональных данных, которые были предоставлены. Так вот, если в вашей деятельности договорные отношения вменяются конкретно, ну, вот, заключаете договорные отношения, и вы являетесь ответственным, вы должны понимать, что договор, он должен быть лучше всего, чтобы он был утвержден во внутренних локальных актах оператора. Юридическая служба должна обратить внимание на то, что есть изменения в законодательстве, дабы не нарушить права гражданина, поскольку наш закон, в общем-то, стоит на страже прав самого субъекта и, соответственно, накладывает определенные обязанности на оператора. Ну, заключение договора с несовершеннолетними, я думаю, что здесь, наверное, нет таких организаций. Тут скажу о том, что у нас, ну, где встречаются, да, заключение договоров с несовершеннолетними. Мы все с вами грамотные люди, да, понимаем, что договоры должны заключаться только со взрослыми людьми, да, у которых уже наступил период дееспособности, то есть с 18 лет. Независимо от того, при каких обстоятельствах дееспособность человека, скажем, перенесена с одного периода на другой. Ну, скажем так, есть определенные случаи, когда 16-летние граждане признаются дееспособными, да, имеют ответственность за несовершеннолетних, то есть родились дети, есть какие-то обязанности, которые родитель исполняет. Тем не менее, он является несовершеннолетним. В социальных сетях, на игровых площадках очень часто используются данные договорные отношения, берутся согласия. На сегодняшний день это запрещено. Единственный момент здесь под исключение подпадают у нас образовательные организации, но только в той части, которая закреплена законодательством об образовании. Образовательные платформы, которые используются для дополнительного образования детей, для культурного образования, либо спорта. Вот в этой части договоры с несовершеннолетними могут заключаться как очно, так и в информационном пространстве. Ранее такого не было. То есть несовершеннолетний значит несовершеннолетний. На сегодняшний момент вот дается право ребенку, достигшему 14 лет, выбирать для себя информационное пространство, в котором он будет получать дополнительное, допустим, образование. Уже не нужно будет спрашивать у мамы, можно ли я на этой платформе буду получать, допустим, дополнительные онлайн-уроки. Ты должна там подписать договор. То есть ребенок сам принимает решение и заключает договор и дает согласие от своего имени, не от имени, не родитель, как представитель незаконно несовершеннолетнего. Кроме всего прочего, внесены изменения в 11 статью, определяющую обработку биометрических персональных данных. В прежней редакции статья была довольно размытая, хотя там тоже также было указано, что обработка персональных данных допускается только если определенными федеральными законами такая обработка предусмотрена. Однако у нас в стране, ну, мы такой народ, который приспосабливается под определенные условия. Да? Когда осуществляется обработка персональных данных, оператор очень часто требует от физического лица
предоставление его биометрических данных дополнительно к тем персональным данным, которые удостоверяют его личность. Допустим, гражданин может обратиться только по паспорту, да, вы же удостоверили его личность, он пришел лично. Но это не касается, данное требование не касается, сразу скажу, банков. Там совсем другое, потому что более серьезная защита, скажем так, степень, потому что финансы, довольно серьезные финансы. У нас есть операторы, которые дополнительно просят согласие на обработку дополнительных данных в отношении биометрии. Допустим, в организации осуществляется проход на территорию по пропускам. Очень часто операторы любят у нас устанавливать системы считывания радужной оболочки, да, там, либо палец прикладывают, либо идет идентификация по фотографии. То есть, что такое биометрия по фотографии? Очень часто операторы путают. Вот фотографическое изображение, считают, что это биометрия. Биометрия, оно будет являться только в том случае, если по этой фотографии производится распознание лица. То есть если вы предоставляете пропуск с фотографией, это не биометрия. Если же есть программный продукт, в котором по чертам лица, то есть не так, что вот фотография просто считывается, ну, понимаете, да, что информационные технологии, фотографию можно сделать такую, как тебе нужно. Но, тем не менее, программный продукт определяет по чертам лица, принадлежит ли фотография тому или иному человеку. Вот это уже является биометрическими данными. Во всех остальных случаях фотография не является биометрией. Почему я обращаю это внимание на этот момент? Потому что все вы являетесь операторами, у всех у вас есть обязанность предоставлять уведомления по обработке персональных данных. В части заполнения биометрических сведений о биометрии, об обработке биометрии, часто операторы ошибаются именно по поводу определения, что же является биометрия. Поэтому вот законодательством четко определено, что на сегодняшний момент биометрические данные могут обрабатываться только в том случае, когда они закреплены законодательством. Тот же пропускной режим возьму. Да, есть определенные организации, в которых есть особые условия безопасности. Да. Организация включена в реестр организаций, которая осуществляет биометрические данные. Вот в этой организации обработка биометрии допускается даже без согласия. Вот раньше у нас оператор «хочу биометрию», взял согласие, оператор ведь стоит в преимущественном положении, соответственно, физическое лицо, дабы получить ту или иную услугу, вынужден давать свои биометрические данные. Сейчас четко закреплено в законодательстве, что данная деятельность запрещена. Кроме всего прочего, есть серьезные санкции по статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Говорю серьезные, не просто так. Там санкции начинаются от 500 тысяч. Поэтому, скажем, вот данная норма, она укрепляет права еще гражданина и накладывает определенные обязанности, обдуманность, чтобы было обдуманное решение самим оператором, нужно ли обрабатывать биометрические персональные данные. Я уже говорила при применении статьи 6 о 9 статье. Так вот, в 9 статье вроде бы немножко внесено, да, изменений, буквально там несколько ключевых слов. Если раньше оператор брал согласие, основывался прежней трактовкой статьи, то есть согласие должно было быть понятным, да, актуальным, но не было таких статей, как добровольным и в интересах гражданина. То есть, да, оно будет понятным, но в интересах гражданина ли было раньше, да, теперь уже четко закреплено, что только в интересах гражданина. Если каким-то образом гражданин считает, что его права нарушены, он имеет право не подписать согласие, может, ну, скажем так, пободаться с организацией по предоставлению услуг и вынуждению ему предоставления той или иной услуги и взятие у него согласия. Почему очень часто у нас в 9 статье у нас закреплено, что письменное согласие берется не во всех случаях. Но тем не менее операторы стараются взять согласие с гражданина, если эта обработка будет осуществляться, поскольку эта же статья закрепляет, часть 3 закрепляет, что оператор должен доказать в случае, скажем, спорных вопросов, оператор должен доказать, что он взял согласие с физического лица. Поэтому вот часто операторами применяется письменная форма. При определении письменной формы является доказательством того, что вот с гражданина взято согласие. Как оператор, так и гражданин имеют право отстаивать свои интересы. И в части
нарушения прав гражданина доказательством будет являться само согласие и содержание самого согласия. Будет ли оно ущемлять права гражданина, либо не будет. Это также ложится в основу доказательной базы в судебных органах. У нас внесены изменения и в 14 статью, и в 20 статью 152 Федерального закона, конкретно касающихся операторов. По 14 статье 152 ФЗ гражданин имеет право в любое время обратиться к операторам с запросом, ну, скажем, просто так скажем, да, не статьей закона, с запросом, дабы узнать, откуда у оператора имеются его персональные данные. Мы с вами в практической жизни, да, часто встречаемся с такой ситуацией, что вам звонят по телефону, откуда-то знают ваши персональные данные, да, называют, кроме того, что вас по имени, отчеству, еще и знают какие-то другие дополнительные сведения. То есть если в прежней, скажем, в прежней редакции закона вы, обращаясь в организацию, получали ответ через 30 дней, то на сегодняшний день оператор должен оперативно вам ответить в течение 10 рабочих дней. Но поскольку мы с вами, сами понимаем, да, являемся физическими лицами, на сегодня у нас запал, мы хотим получить информацию, все узнать, через 30 дней вы просто можете... Ритм жизни таков, что можете просто забыть об этом, да? А оператор пользуется тем, что вот проходит определенное время, информация не предоставляется, гражданин вроде как остыл, а обработка-то для человека, она существенная. Этот момент может всплыть в дальнейшем. То же самое касается 20 статьи, именно по запросу уполномоченного органа тоже сроки изменились в течение 10 рабочих дней. Поскольку уполномоченный орган, исполняя свой функционал, также рассматривает, кроме того, что мы проводим проверки, да, мы рассматриваем обращения граждан, которые имеют право к нам обратиться либо сами, либо посредством доверенного лица о нарушении его прав. Для того, чтобы выяснить конкретно, рассматривается объективно обращение, рассматривается и позиция гражданина, и оператора, соответственно, госорган направляет запросы, дабы удостовериться, получить информацию не только от заявителя, но и от оператора. Поэтому вот на сегодняшний день сроки изменены. Есть, конечно, нюанс, где можно увеличить сроки, но он разрешен к увеличению до 5 дней с объяснением причин. То есть физическому лицу вы можете направить в случае получения такого запроса, да, и невозможности дать ответ, невозможно определить, допустим, откуда информация поступила, через 3, 7, 10 лицо к вам поступила данная информация. Проверочные мероприятия занимают большое время, да, в течение 10 дней вы не укладываетесь. В этом случае заявителю направляется письмо, уведомление о том, что по той-то причине вы не смогли ему дать ответ в течение 10 дней. В соответствии с законом вы его уведомляете, что продлеваете рассмотрение его обращения на 5 дней, и по истечении 15 дней вы обязаны будете предоставить дополнительный ответ уже к тому, что вы уведомили, что срок ответа переносится. Та же самая ситуация по поводу уполномоченного органа. Если оператор, знаю, что даже вижу операторов, которым направляли запросы, если оператор не укладывается в 10 дней, также пишет ходатайство уполномоченный орган с объяснением причин о продлении срока ответа на запрос. Далее ходатайство рассматривается. Это не говорится о том, что оператор написал, и уполномоченный орган взял и продлил срок. То есть причина должна быть серьезная. Вот такая причина, как ответственный работник, который этим направлением занимается, находится на больничном или в отпуске, она уже не проходит. Почему? Потому что ответственный не является единственным работником организации. Есть руководящий состав, который принимает определенные решения. Кроме всего прочего, взаимозаменяемость у нас есть. Мы с вами прекрасно знаем, да, не дай бог, кто-то из бухгалтеров заболеет, если бухгалтер не один, а 2 или 3, нагрузка ложится на другого бухгалтера. Понятно, что многие из вас дома выполняют свой функционал, но тем не менее бывают разные ситуации. Поэтому вот в этой части усугубляется конкретная ответственность, которая ложится на операторов. Кроме всего прочего, у нас внесены большие изменения в 18 статью и в 22 статью 152 Федерального закона. Лариса Георгиевна, можно вас чуть-чуть побыстрее
попросить рассказать. Ну, только важное. Хорошо. Остановлюсь сейчас на самом важном, на самом серьезном нарушении, которое есть, но у нас на сегодняшний день трансграничная обработка осуществляется в небольшом количестве организаций, по крайней мере, нас уведомили порядка 20 организаций. Но есть организации, которые просто не понимают, что есть трансграничная передача и не предоставляют информацию об этом. Поэтому вот на сегодняшний день по трансграничной передаче внесены изменения, я вам уже говорила. Они вступают в законную силу с 1 марта, однако до 1 марта 2023 года операторы, которые уже зарегистрированы в реестре операторов, то есть подавшие уведомления по обработке персональных данных в Роскомнадзор, обязаны предоставить дополнительное уведомление о осуществлении трансграничной передачи. Тут довольно серьезный момент, если присутствуют уполномоченные лица, у которых трансграничная передача есть. Поскольку уведомление о трансграничной передаче пока не утверждено, оно будет утверждено, будет размещено в соответствии с внесением изменений в законодательство, Роскомнадзор определяет, каким образом, какой формат уведомления будет и какие сведения в нем заполняются. Это касается и по трансграничной, и по обычной передаче. Так вот, на сегодняшний день согласование проходит, приказы, которые утверждают уведомления и по трансграничной, по обычной передаче, по сведениям, по информационным письмам о внесении изменений, о прекращении. Когда согласительные процедуры будут пройдены, то на сайте будет размещена новая форма уведомления. Но требования по этой части есть. Не буду касаться распространения сильно. В прошлом году у нас внесены изменения по распространению, по предоставлению сведений неопределенному кругу лиц, информации физических лиц. Что такое неопределенный круг? В основном это информация, которая распространяется в сети интернет. То есть размещение фотографий, размещение фамилии, имя, отчества, какие-то контактные данные, которые касаются непосредственно гражданина, оно закреплено законом в определенных случаях. У нас очень любят организации размещать в нам объеме на сайтах, но очень любят еще размещать фотографии, кроме этого. Вот фотография в объеме тех федеральных законов, которые на сегодняшний день существуют, их нет. Вот в этом случае согласие нужно будет брать на распространение, в остальных случаях нет. Вот эти операторы, они раньше тоже должны были давать согласие просто на размещение информации на определенных сайтах. И тут 9 статьей жесткие требования к самому согласию. Но если будет необходимость по данной части, можете проконсультироваться, я кратко скажу только. Теперь внесены изменения в статью 18.1, которая вменяет принятие документов операторам по обработке персональных данных. Если раньше в прежней редакции рекомендовалось принять те или иные документы, то на сегодняшний день уже в частности обязательно должны быть приняты определенные документы, которые вот описаны в статье 18.1. Раньше вы были в свободном плавании, на сегодняшний день порядок закреплен. Вот у меня еще имеется вторая презентация. Если вам интересно будет знать, какой примерно перечень документов должен быть у организации, он будет для распространения, я его предоставлю, и какие будут у нас изменения, какие ошибки в уведомлении, это все в дополнительной презентации. Обращайтесь, вам ее предоставят. Она для распространения, я согласна с ней. И, кроме всего прочего, в данной статье определено, что на сегодняшний день в уведомлении обработка персональных данных должна привязываться к цели. Если раньше вы написали все погонно, все цели, да, какие персональные данные, вот, допустим, у вас было описано вот таким вот образом, да, это примерный шаблон, что есть в самом уведомлении, категории субъектов, какие персональные данные в отношении тех или иных категорий вы обрабатываете, и потом сплошняком писали в отношении в каких целях. То на сегодняшний день таким образом нужно оформлять. То есть у вас уже есть определенный формат, да, той информации, которая у вас есть. Вам нужно привязать субъектов непосредственно к цели. Допустим, возьмем по трудовому законодательству, да, для исполнения обязательств по трудовому законодательству. Что сюда будет входить? У нас часто очень просто любят разделить все, не понимают, что исполнение трудового законодательства – это и отчетность налоговую, это отчетность ФСС, да, отчетность в пенсионный фонд, это и ведение тех или иных карточек, договорные отношения, исчисление заработной платы, налоговый период, да, там льготы вы предоставляете там, за несовершеннолетних детей. Кроме всего прочего,
Мы живем в районе Крайнего Севера, в районах, приравненных к Крайнему Северу. Еще исчисляются, выплачиваются социальные выплаты, производятся. То есть это проезд к месту отдыха и обратно. А в данном случае проезд ведь у нас оформляется и на детей тоже. Ну, не только на детей, на иждивенцев. В зависимости от того, иждивенцем может быть и супруг в той или иной ситуации. Тем не менее, вот оператор обрабатывает персональные данные во исполнении трудового законодательства не только самого работника, но и близких. То есть заполнение унифицированной формы, карточка Т2, да, все вы ее заполняете, определенный перечень информации туда вносится. То есть фамилия, имя, отчество, степень родства и год рождения. Почему обращаю на это внимание? Очень любят полную дату ставить. Вот вы должны все-таки требованиям законодательства прислушиваться, да, исполнять их. Даже в карточке подсказка есть, что только год. В соответствии с 5 статьей вы не имеете права больше информации обрабатывать. Вполне возможно, никогда ваш работник не обратится за социальной выплатой в отношении данного члена семьи. Поэтому вы не имеете права обрабатывать информацию больше, чем заложено в законе. При обработке его персональных данных по выплате, да, заявительная форма, он обращается, предоставляет вам документы, которые прописаны либо в коллективном договоре, либо, значит, закреплены у нас законодательством, ну, поскольку есть организации, в которых оплачивают и больший перечень субъектов, который закреплен законом, Трудовым кодексом. Поэтому вот определяя непосредственно ваши внутренние локальные акты, вы должны основываться непосредственно целями. Ну, это, во-первых, толчок и для вас, чтобы вы понимали, да, есть нормативно-правовой акт, которым закреплен тот или иной объем персональных данных и та или иная цель в отношении тех или иных субъектов. То есть вас наталкивает законодательство на то, что вы лишний раз коснулись того или иного нормативно-правового акта, чтобы описать цель и какой объем. И очень часто в этом случае, я почему говорю так, очень часто в этом случае вылезает тот момент, что обработка персональных данных родственников, допустим, в большем объеме, когда приходят на консультации, вот мы видим, что ну, вот когда нет понимания, когда начинаешь объяснять, вот цель такова, в таком нормативном правовом акте, в такой статье, то закреплено, а что у вас? То есть, а уведомлений вот такой объем, а в законе это вот такой. То есть именно для того и сделано, чтобы понимание у оператора было. И так в отношении каждой категории субъектов персональных данных. Здесь хотела бы сказать, что поскольку у нас еще не принята новая форма уведомления, не думаю, что есть резон на сегодняшний день спешить. То есть эта норма вступила в законную силу с 1 сентября. Но это не говорит о том, что 1 сентября обязательно вы должны предоставить все уведомления, как у нас операторы отреагировали, нас завалили просто, зная, что бухгалтерам какая-то рассылка пришла. У нас очень много бухгалтерского состава является ответственным, но потому что вы владеете всей информацией, операторы стараются наложить на вас такую ответственность. Просто завалили уведомлениями, которые не соответствуют вот теперь уже новым требованиям законодательства. Когда будут приняты новые формы уведомления информационного письма, я думаю, что до конца года это состоится, вот тогда вы обязаны предоставить информационное письмо о внесении изменений, если вдруг то письмо, которое вы уже предоставляли, уведомление не соответствует действительности. У вас есть еще вот фору, целый месяц, да, для того, чтобы внутренние документы привести в соответствии с требованием законодательства, с новыми требованиями законодательствами, именно с привязкой к целям. Поэтому, пожалуйста, не спешите. Необходима консультация, лучше обратитесь лишний раз, чем предоставлять, потому что вот буквально вот вчера я вот такую вот пачку уведомлений вернула бухгалтеру, которая работает, видимо, не на одну организацию, они были все неверные, но где-то в интернете гуляет всякая информация, где-то что-то взято за шаблон, совсем не приземлено к организации и просто так вот по шаблону сделано. Нужно иметь в виду, что уведомление – это ведь основа для уполномоченного органа для того, чтобы определить, включать вас в профилактический визит, либо включать вас в проверочные мероприятия. В случае поступления, обращения мы обращаемся в первую очередь к самому уведомлению, поскольку там есть информация о том, какие меры вы принимаете, и принимаете ли вы их
Вообще. Лариса Георгиевна, Все, я уже закончила. На да, слайде я думаю, есть, контакты все да, запишут. на слайде есть информация. У кого будет желание, вот вторая презентация, да эту и вторую презентацию можно Коллеги, будет подождите, разослать. пожалуйста, еще не уходите. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле у меня чуть-чуть больше, чем минута, но больше мне не выделили. Да, к сожалению. Сразу продолжением. Очень много важных тем было озвучено. Приглашаем 14 декабря этого года на единый семинар, который проводит фирма 1С в онлайн-режиме. Уже можно регистрироваться на сайте фирмы 1С, либо при открытии 1С у вас выходит сообщение о том, что единый семинар, вы можете нажать и зарегистрироваться. Все эти темы будут озвучены, и в том числе и многое другое. За минуту буквально скажу, что появилось много новых сервисов, но два из них, наибольшая популярность, которую сейчас приобретают, это кабинет сотрудника и распознавание первичных документов. Кабинет сотрудника облегчает работу между организацией и сотрудником. Мы уже полгода пользуемся данным сервисом. Сразу хочу сказать, я сотрудник удаленный. Мне очень тяжело работать по документообороту со своей организацией, так как она находится в Санкт-Петербурге. И вот начинается распечатывание какого-то заявления, что составить там, как составить, я начинаю дергать Таню: Танечка, подскажи, сколько у меня вообще дней, когда я могу уйти, как это заполнить и так далее. Бедная Танечка начинает отвечать на мои вопросы. В нашей организации 200 сотрудников, и каждый эту Танечку начинает дергать. Так вот, чтобы Татьяна сосредоточилась на каких-то более важных вопросах, вещах, конечно же, мы посмотрели, сначала протестировали кадровые вот эти вот возможности, а потом установили уже решение платное. Суть. Ну, как я уже сказала, вот эти сложности, которые возникают при бумажном документообороте, это все время дергание сотрудника, какие-то ошибки, допускаемые в самом заявлении. Естественно, нужно еще вам бегать, подписать это заявление, не только заявление, но и приказ у директора. Все это время. Чтобы его сократить, нужно оптимизировать этот процесс. Кадровые решения это помогают сделать. Каким образом работает? Есть личный кабинет, он у меня есть прямо в мобильном приложении. Также я могу зайти из браузера. И также у моего руководителя то же самое. Есть доступ в мобильное приложение и в браузере к личному кабинету. Никаким образом с 1С это не связано. Я не захожу и не мешаю Татьяне работать в 1С. Она работает в 1С в привычном своем режиме. И, естественно, получает какие-то заявления от сотрудников, приказы, все это в дистанционном виде, то есть по электронному документообороту. Как я уже сказала, что привычный режим не нарушается, единственное, дополняется только новый функционал, который, так скажем, оптимизирует весь данный процесс. На примере заявления хотела показать, как на отпуск, но давайте так, бегло просто по слайдам пробегусь. У меня есть приложение, если кому-то будет интересно, я даже покажу, как оно выглядит. То есть я открываю и меньше минуты трачу на то, чтобы подать заявление на отпуск. Открывается приложение, я вижу, что у меня, например, 22 рабочих дня, которых я могу отгулять. Нажимаю кнопочку «Подать на отпуск», выбираю даты. Допустим, если я ухожу, и мне кто-то замещает, я там могу выбрать, кто меня замещает, либо я хочу заменить это компенсацией, и нажимаю кнопочку «Отправить». Далее попадает это к моему руководителю в приложение, там такое оповещение всплывает, и руководитель видит, что я хочу уйти в отпуск, дальше говорит, либо отклонить, если он не согласен, либо он его принимает, подписывая данное заявление. Далее улетает это все к Танечке. Танечка, естественно, видя о том, что я хочу уйти в отпуск, открывает 1С, ничего руками не вносит, все подтягивается автоматически. Автоматически заполняются все необходимые данные. Далее ей нужно будет только сделать приказ. Приказ она не на печать отправляет, а отправляет в мой личный кабинет при помощи «Отправить в кабинет сотрудника». Далее оно прилетает ко мне, я его вижу, я даже его открываю, я его читаю, проверяю, все ли правильно там составлено, дни отпуска, и нажимаю «Подписать». Все. То есть, в принципе, этот процесс настолько ускорен, что вот все, что было у меня до, скажем так, все отпало. Выгода очевидна. Сейчас, секунду дальше. Вопросы возникнут, конечно же, с подписью. Какая подпись, используется? У руководителя, естественно, используется унифицированная квалифицированная подпись, которую можно получать в аккредитованном удостоверяющем центре. Также можно использовать 1С подпись и ЭТП. Я как сотрудник получаю прямо в личном кабинете, то есть открывала приложение в первый раз и в данном приложении эту подпись формировала. Она у меня хранится
в облаке, но я ее вижу. Там даже данные моей этой подписи неквалифицированной есть. Я подписываю эти приказы и какие-то другие документы. Например, если у вас есть перевод на другую работу, кадровый сотрудник тоже может его прислать, эту форму. Я ее ознакомилась и подписала. Все. И, как уже сказала, все эти подписанные документы хранятся в базе 1С, не надо складировать на столах, не надо куда-то носить в архив. И у кадровика, когда открывается приложение, он видит, что там подписано оно или нет. Ну, единственное, начинает только дергать, что подписали и ознакомились. В программах доступен он, который вы сейчас видите на слайде, но это основные программы, которые, да, являются для работы с, так скажем, сотрудниками. Во Фреше есть ВЗУП и ЗКГУ, в принципе, основные. Есть демо-доступ, то есть 45 дней. Вы можете на портал 1С через личный кабинет зайти в раздел, где кабинет сотрудника, и выбрать инструкцию как подключить, да, демонстрационный доступ. Если самостоятельно у вас это не получается, вы можете обратиться в любую обслуживающую компанию, которая есть в Сыктывкаре, либо которая у вас. Это Содействие, Ажур, Балансофт, это Гарант и много-много других компаний. Если вы ни с кем пока не сотрудничаете, то на сайте фирмы 1С выберите все франчайзи-партнеры, выбираете регион, конкретный город, и выпадает полный список всех партнеров франчайзи и номера телефонов. Это я коротко пробежала, сразу хочу сказать. На сайте ИТС в разделе «Лекторий» есть выступление Дениса Романова, как раз очень-очень свежее, это 10 ноября, где полностью раскрывается как раз и показывается, как работает сервис. Там же есть вопросы и ответы по там, работникам на ГПХ, которые и так далее. И есть методические материалы, как работать в этом сервисе. И последнее – это распознавание первичных документов. Если большая у вас, так скажем, вот работа есть, связанная с большими документами печатными, то этот сервис облегчает работу, да, для того, чтобы их загрузить в 1С. Какие распознает он? Это изображение и фотографии, электронных документов форматов PDF, Word, Excel, архивы. Если у вас только бумажный вариант, вы можете пачкой взять, если поточный принтер существует, положить, все это быстро отсканировать. В одном файле PDF у вас будут все странички, и это тоже будет работать, распознавать. Когда вы делаете фотографии, единственное, так скажем, пожелание, чтобы было яркое освещение и чтобы хорошо была видимость четкой фотографии, чтобы распознавание было гораздо быстрее. Это не все приложения, в которых доступно это распознавание документов, тут только часть, полный список, опять же говорю, на сайте портала 1С, это то есть где все сервисы предоставлены. Так, а вот важно, не сказала. Всем пользователям портала ИТС предоставляется тестовый пакет на 250 страниц. Мы уже стали замечать, что 250 страниц тестового доступа достаточно для того, чтобы, в принципе, закрыть свою потребность. Но если у кого-то их больше, то можно потом посмотреть, какие есть уже тарифы. Опять же, если вы самостоятельно не можете активировать этот сервис, обратиться к партнеру, либо сделать это самостоятельно. Ну и о самом главном, всегда помните о том, что нельзя доверять черным пиратам. Естественно, что если они оказывают какую-то услугу по обновлению, там, установке программного продукта, квалифицированную, грамотную помощь и поддержку фирмы 1С, к сожалению, оказать нельзя. Были такие случаи, когда клиенты обращались в фирму 1С, в службу техподдержки, называли какие-то регистрационные номера, а они совершенно не принадлежали этой организации. Фирма 1С работает, конечно, с пиратством, но не всегда это возможно, да, сделать в рамках масштаба, чтобы всех их не было. Поэтому обращайтесь только в проверенные фирмы. Опять же, я их называла, называть уже не буду. Спасибо большое. Я очень коротко, даже не минуту, наверное, 2. Простите. Я так скажу, вопрос интересный. Ольга, можете ответить на него? Потому что я не совсем технический специалист, и напрямую вот именно с программой 1С не работаю. Да, вот, кстати... Я работаю в 1С, и я уже видела, что там уведомления внедряются. Да. Добрый день. Естественно, фирма 1С, развивая свои программные продукты, доработает программное обеспечение для всех пользователей, бухгалтерия, зарплата, комплексная автоматизация и все остальные программные обеспечения, которые используются в обязательном порядке. Единственное, что мы все всегда до последнего ожидаем, когда это будет внесено. Будет внесено это в декабрьских последних релизах. Почему так поздно? Потому что
даже сейчас в законодательство вносятся изменения, что-то пересматривается. Соответственно, фирма 1С тоже на последнем шаге, на последнем вагоне вносит изменения. Все это будет объявлено 14 декабря на вебинаре. Обязательно прослушайте вебинар. Записи все по вебинару будут доступны в течение месяца, то есть почти до середины января. Вот. Поэтому записи вы сможете пересмотреть, узнать выходы релизов до конкретного числа, конкретной даты. Вот. Ну и обязательно, конечно же, нужно будет обновить программное обеспечение, чтобы все изменения были доступны вам в программе. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое всем за участие. И в понедельник у нас большой праздник, День бухгалтера и День налогового работника. Я, конечно, хочу поздравить коллег. Я очень рада, что мы с вами тесно так сотрудничаем. Спасибо вам за помощь. И подписывайтесь на наши группы, и там вы будете следить за новостями о мероприятиях. Также рады видеть вас снова в Национальной библиотеке. Спасибо всем.